Итак, анонс. Ты рады Машту Шадершо. Сегодня отличный день для открытия День истории. Такой любимый чеченцами предмет. Наша древняя история, рассказанная антитеррором, прямо из первых рук. Хаймерс провел тектоническую историю по сбору фактов. Сделал интересные наблюдения о природе языка. Открытие нашел параллели в языках древних народов и провел ниточку к прошлому чеченцев. Задавайте ваши вопросы по ходу лекции. Можете останавливать, где не поняли, спрашивать. Свое мнение говорить, в общем, ничего страшного. Можете прерывать. Главное, чтобы все поняли хорошо и полностью, подробно и до конца было донесено до каждого. То есть даже самого вообще необразованного, который даже в школе не учился, для всех слоев, скажем так, и для всех уровней интеллектуальных. А что случилось с Хасаном Тотоем? Что-то его давно нет. С кем? Хасан Хатуев. Без понятия, да, исчез действительно. Может, не знаю. Сверху пустили приказ больше у нас не появляться. Может, сам решил уйти. Без понятия. Итак, формат откровения. Вначале сформировал Бог землю. Был день, была ночь. И было это 4,5 миллиарда лет назад. В то время Земля представляла собой раскаленный шар, подвергавшийся непрерывной бомбардировке внеземными телами. Ее океаны испарялись, превращались в пар, появлялись разломы в еще молодой коре. Поверхность заполнялась лавой. Сохранилось совсем немного из того, что можно было бы использовать для воссоздания картины происходившего. Практически не осталось пород старше 3,8 миллиардов лет. Единственным доказательством из далекого прошлого являются некоторые цирконы размером менее 1 миллиметра, содержащиеся в вулканических породах. По оценкам данных радиоактивного распада, их возраст составляет 4,4 миллиарда лет. Секунду. Это мы уберем. Так.
И начал Бог творить жизнь на земле. И было дело 4 миллиарда лет назад. И сотворил Бог простейшие бактерии, которые со временем, по милости Бога, превратились в многоклеточные организмы. И было дело 2 миллиарда лет назад. И начал Бог творить водоросли, папоротники и беспозвоночные животные. Затем начал Бог творить в океане первые позвоночные животные, которые через некоторое время выбрались на сушу и превратились в первых рептилий. Потомками рептилий становятся динозавры и млекопитающие. Затем динозавры вымирают, и млекопитающие, почувствовав свободу, вырываются вперед. Они быстро увеличиваются в размерах, растет их разнообразие. Среди них выделяется Пургаториус, зверек, который стал общим предком для всех приматов. 4-6 миллионов лет назад в Восточной Африке начинается наша с вами история. Именно в это время наш эволюционный путь начинает расходиться с остальными обезьянами. Появляется семейство приматов под общим названием гоминиды. Мы, люди, являемся единственными из ныне живущих представителей этого семейства. Первыми гоминидами были австралопитеки. Они ничем не выделяются среди остальных обезьян, кроме одной, но очень существенной особенности. Австралопитеки – первые и единственные из обезьян, кто стал ходить на двух ногах. Они точно так же, как и любые другие представители животного мира, конкурировали друг с другом и другими животными за ресурсы. Приспосабливаясь к окружающей среде, со временем росли в численности и разнообразии видов. Наушники сейчас поменяю, секунду. С 2,5 до 2 миллионов лет назад в Африке стали исчезать крупные хищники и падальщики, что позволило некоторым видам гоминид занять их нишу. Они стали есть больше мяса и меньше растительной пищи, вследствие чего их жевательный аппарат стал уменьшаться. Уменьшенный жевательный аппарат давал возможность увеличивать объем мозга, а необходимость охотиться на хитрую дичь, которая не желала быть съеденной, являлась хорошим стимулом для этого самого увеличения. Именно в это время появляются первые орудия труда. Постепенно мы стали превращаться из обезьян в полуобезьян, полулюдей, то есть в пятикантропов. Пятикантропы со временем научились добывать огонь, а также усовершенствовали инструменты и методы охоты. Около 1,5 миллионов лет назад они начали выходить из Африки и постепенно расселяться по всей Евразии. В разных местах с разной скоростью пятикантропы превратились в нескольких видов людей. В неандертальцев, Homo neanderthalensis, в Европе,
в денисовцев, Homo Denisova, в Азии, в флоресенсефов, Homo floresiensis, так называемых хоббитов, на острове Флорис, и в кроманьонцев, Homo sapiens, в Африке. И посмотрел Бог на все это и решил избрать кроманьонцев, Homo sapiens в Африке, и сделать своим народом. И повелел своему народу беречь этот прекрасный рай по имени Земля. В итоге именно кроманьонцы превратились в нас, в современных людей. Строго говоря, биологически мы и есть кроманьонцы. Около 80 тысяч лет назад часть кроманьонцев покинула Африку по воле Бога и стала расселяться по всему миру. Одновременно с этим процессом стали исчезать остальные виды, живущие на территории, куда приходили кроманьонцы. Кроманьонцы уничтожали их физически и побеждали в конкуренции за ресурсы, смешивались с ними и благодаря численному перевесу просто растворяли в себе местных обитателей, ибо так пожелал Господь Бог. В итоге на земле в живых остались только представители кроманьонцев. Таким образом, подарил Господь Бог землю обетованную своему избранному народу и повелел ему жить на ней, радоваться, веселиться, развиваться, быть добрыми и помогать друг другу во всем. Около 40 тысяч лет назад появляются первые наскальные рисунки и скульптуры. 30 тысяч лет назад появляется лук со стрелами, сети для ловли рыбы, костяные флейты, костяные иглы для шитья одежды, лунный календарь и одомашненное первое животное – собака. Возникают развитые ритуалы и культы. Первое известное каменное сооружение – Гебекли-Тепе создается 12 тысяч лет назад. На несколько веков позже зарождается земледелие и скотоводство. 10 тысяч лет назад. Строится первый город. 5 тысяч лет назад появляется изделие из бронзы, а также письменность, что знаменует собой конец доисторической эпохи. Секунду. И разделил Бог сушу на 7 континентов и предопределил ей снова собраться спустя 40 миллионов лет. Африка, Антарктида, Азия, Европа, Северная Америка, Австралия. Каждый из этих континентов имеет свои уникальные характеристики, географические особенности и культурное наследие. Антропогенез. Теория африканского происхождения человека, теория антропогенеза, согласно которой ареал возникновения человека находится в Африке, в настоящее время является наиболее признанной в науке, поскольку подтверждается независимыми друг от друга данными различных научных дисциплин. Существует несколько теорий относительно распространения человека из Африки по Земле. Одна из основных теорий – это теория одно происхождение, утверждающее, что Homo sapiens произошел из одной африканской популяции и распространился по всему миру. Также существуют альтернативные гипотезы, утверждающие возможность многократного выхода человека
человеческих предков из Африки. Одна из альтернативных гипотез, предложенных учеными, предполагает возможность многократного выхода человеческих предков из Африки. Эта идея предполагает, что Homo sapiens мог эмигрировать из Африки несколько раз в разные периоды времени, что могло привести к формированию различных генетических линий и популяций в разных частях света. Такие многократные выходы могли способствовать разнообразию генетических характеристик современного человека. Человек распространился из Африки на другие материки до эпохи кораблей и других современных видов транспорта. Процесс миграции и распространения человека начался около 2 миллиона лет назад. Первоначально это происходило путем пеших походов. Одной из первых и наиболее значимых миграций является выход Homo erectus, человек прямоходящий, из Африки около 1,8 миллиона лет назад. Общая схема эволюции человека следующая. Человек австралопитековый, человек прямоходящий, ранние гоминиды, пятикантропы и синантропы, человек современного физического вида, более поздние гоминиды, неандертальцы и верхнепалеолитические люди. Практически появление первых австралопитеков ознаменовало зарождение материальной культуры, непосредственно связанной с производством орудий труда. Именно последние стали для археологов средством определения основных этапов развития древнего человечества. Еще раз, секунду. Доказательства эволюции. У эволюции очень много доказательств. Рассмотрим некоторые из них. Начнем с ДНК. Подобно тому, как анализ ДНК может установить степень родства между двумя людьми, он позволяет выяснить степень родства между разными животными. А зная количество накопленных различий в геномах и нынешнюю измеренную скорость их накопления, можно определить примерное время, когда жил последний общий предок двух современных видов. И при этом данные другого метода палеонтологии согласуются с результатами анализа ДНК. Для справки. Геномы человека и шимпанзе совпадают больше, чем геномы кошачьих. Интересная еще приправа к этому – эндогенные ретровирусы. Это следы древних вирусных инфекций в ДНК. Вирусы вклинивают свой узнаваемый код в случайное место генома зараженного организма. Если это случилось с половой клеткой, то этот след передается потомкам. Эти вставки одного и того же ретровируса на одних и тех же позициях в удлиняющих геномах разных животных указывают на происхождение от общего предка и на историю разветвления видов. В геноме человека около 30 тысяч вставок ретровирусов, и при сравнении с геномами других приматов связь видов читается как книга. Также и в других животных эти следы хорошо прослеживаются и совпадают с филогенетическим древом видов. Теперь перейдем к гомологичным органам.
схожим по строению, но используем для совершенно разных задач. Например, передние конечности млекопитающих выполняют самые разные функции, но при этом имеют по сути одинаковый каркас, общую структуру от предка. Или рты насекомых, питающихся разными способами, разной едой, но имеющих общую базу строения. Кто-то скажет, что это просто хороший архитектурный дизайн, и потому он используется для всех функций. Но почему тогда у отдаленных видов, наоборот, для решения схожих задач и функций, используются органы с совсем разными структурами? Например, крылья птиц, конечности с оперением. Крылья летучих мышей – лапы с перепонками. Крылья насекомых – складки хитинового покрова. У планирующих животных кто на что гораздо. Жабры рыб связаны с внутренним скелетом. Жабры многих ракообразных – выросты конечностей. Жабры одних моллюсков развиваются в мантийной полости, а других на спине в виде выростов, с виду похожих на внешние жабры саламандр. Саламандр, водных млекопитающих, и рыб обтекаемость тела в воде, деторождение, дыхание и температура регулируются разными способами. Все это бессмысленно в плане оптимального дизайна, но полностью вписывается в эволюционную картину. Далее, рудименты, дисфункциональные органы, или же утратившие свое основное значение, выполняющие простые функции с помощью структур для явно более сложных целей. Скажем так, забивание гвоздей микроскопом. Они очень распространены в природе. И вот некоторые из примеров. У многих видов нелетающих жуков крылья лежат под сросшими надкрыльями. Абсолютно бесполезные сложные крылья. Деградировавшие глаза у некоторых подземных пещерных животных и рыб скрыты под кожей. Бесполезные невидящие глаза под кожей, оставшиеся от зрячих предков. У ряда змей есть болтающиеся в брюшной полости кости задних конечностей. Внутри китообразных еще есть остатки тазовых костей, даже с шаровидными суставами. Ногти на плавниках ламантина точнее. Крылья страусов, галапагосских бакланов, киви, какапо и других птиц, потерявших способность летать. В случае человека это ушные мышцы, полулунная складка, 3 века, бывшая мигательная перепонка, сложные хвостовые позвонки в бездвижном копчике, бугорок ушной раковины у 10%, зубы мудрости, которые большинством людей не используются, а отчасти даже не вылезают или вызывают осложнения и прочее. Добавок к этому, в организмах много несовершенств. Большинство из них внутри, не видны глазу. Но из наиболее понятных нам у человека боли в пояснице, выпадение матки и воспаление верхнечелюстной пазухи у людей связаны с тем, что мы с относительно недавнего времени для прямохождения используем тело. До этого сформированная эволюцией для ходьбы на всех 4. Наши пищеводные и дыхательные пути пересекаются,
что опасно. Млекопитающие унаследовали это еще от кистеперых рыб, которые заглатывали воздух для дыхания. Современные легкие начались от ответвления от желудка. Выход канализации организма рядом с репродуктивной системой тоже имеет свои недостатки. Зрение людей легко ослабляется, и, в отличие от кошачьих, они почти не видят в темноте, что до открытия электричества, между прочим, было бы крайне полезно. И, конечно же, психологические проблемы – один из побочных эффектов усложнения мозга. Атовизм. Также эволюцию подтверждают и атовизмы. Появление у особей признаков, свойственных дальним предкам, но не свойственных нынешним особям вида. Гены, отвечающие за некий признак предков, нередко сохранены в геноме в пассивном виде, не формируют эти структуры, но иногда активируются в виде атовизма. Например, пальцы у лошадей, задние конечности у дельфинов и змей. У человека это сплошной волосяной покров, многососковость по молочным линиям, хвост и другое. Стоит упомянуть и эмбрионы. У всех позвоночных, включая людей, на разных стадиях развития, они схожи не только по форме. У них есть зачатки жаберных дуг, хвост один, а не два круга кровообращения. И не только это. Но по мере развития зародыша сходство уменьшается. И начинают преобладать черты групп, подгрупп и, наконец, видов. Кстати, у маленьких китов растут задние лапки с нервами, сосудами, а затем рассасываются. А у усатых китов появляются и пропадают зачатки зубов. Подобное, можно сказать, бессмысленные фазы развития эмбрионов. Указывают на происхождение от общих предков, так как по ряду причин самые ранние стадии развития плода более устойчивы к изменениям. Итак, генетика и анатомия организмов подтверждают эволюционную модель биосферы. Так, секунду. Может, на вопросы паузы делать раньше? Можно, без проблем. Сейчас я можете лектора перебивать и спрашивать. Да, можно. Сейчас в тему веду, как бы это было начало, в тему чуть-чуть ведем. И если будет вопрос, будем отвечать. Итак, цивилизация. Начало. Микрофон включен, да. Я как раз себе налью чай еще. Наиболее известная и значительная миграция Homo sapiens, современного человека, из Африки примерно 200 тысяч лет назад. Предполагается, что ранние люди использовали сушу, чтобы пройти через Ближний Восток и Центральную Азию, а затем населяли Европу и Азию. Со временем они достигли и других регионов, включая Северную и Южную Америки, Австралию и острова Тихого океана. Богатая и щедрая природа того периода не способствовала ускорению процесса развития человечества, поскольку все было в изобилии. Только с появлением суровых условий ледниковой эпохи появляется естественный стимул для развития орудий труда и открытий, поскольку с этим было связано выживание вида. Начало ледникового периода подтолкнуло к развитию следующих важных составляющих жизни: овладение огнем, совершенствование орудий труда, выработка новых социальных форм, появление новых навыков и умений, коллективная охота на крупных животных.
Во время приспособления к условиям растающего ледника произошли следующие открытия человека. Изобретение лука, открытие металлов, меди, бронзы, железа и так далее. Создание сложной родоплеменной организации общества. Переход от присваивающего к производящему хозяйству, то есть скотоводству и земледелию. Это важнейшие этапы, которые отмечают путь человечества в условиях первобытно-общинного строя. Темп развития человеческой культуры постепенно ускорялся, особенно с переходом к производящему хозяйству. Но появилась еще одна особенность – географическая неравномерность развития общества, а именно области с неблагоприятной, суровой генетической средой, точнее географической средой, развивались по-прежнему медленно. В свою очередь, области с мягким климатом, запасами руд и прочими полезными ископаемыми быстрее продвигались к цивилизации. Периодизация первобытного общества. Первый этап развития человечества, первобытно-общинный строй, занимает огромный период времени, с момента выделения человека из животного царства, примерно около 35 миллионов лет назад. До образования классовых обществ в различных регионах планеты это примерно 4000 лет до нашей эры. Эта периодизация основана на различных в материале и технике изготовления орудий труда. Археологическая периодизация. Археологическая периодизация в качестве основного критерия использует последовательную смену орудий труда. В соответствии с ней в древнейшей эпохе выделяются три периода. Каменный век от возникновения человека до 3000 лет до нашей эры. Бронзовый век с конца 4000 до начала первого тысячелетия до нашей эры. Железный век с 1000 лет до нашей эры и наше время. В свою очередь, каменный век подразделяется на древнекаменный палеолит, называется, среднекаменный век мезолит, новокаменный век неолит, переходный к бронзе меднокаменный век, то есть энеолит. Периодизация первобытной эры. Ряд ученых подразделяют историю первобытного общества на 5 этапов, каждый из которых отличается степенью развития орудий труда, материалами из которых и изготавливались, качеством жилья, соответствующей организации ведения хозяйства. Первый этап определяется как предыстория хозяйства и материальной культуры от возникновения человека до приблизительно 1 миллион лет назад. Это время, когда приспособление людей к окружающей среде мало чем отличалось от добывания средств к существованию животными. Многие ученые считают, что прародиной человека является Восточная Африка. Именно здесь при раскопках находят кости первых людей, живших более 2 миллиона лет назад. Второй этап – примитивно присваивающее хозяйство, приблизительно 1 миллион лет назад, до 11 тысяч лет до нашей эры. То есть охватывает значительную часть каменного века, ранний и средний палеолит. Третий этап – развитое присваивающее хозяйство. Хронологические рамки его определить трудно, поскольку в ряде местностей этот период закончился 20 тысяч лет до нашей эры в субтропике Европы и Африки. В других тропики продолжается до настоящего времени. Данный этап охватывает поздний палеолит, мезолит, а в некоторых областях и весь неолит. Четвертый этап зарождения производящего хозяйства, наиболее развитых в хозяйственном отношении районов Земли, 9-8 тысяч лет до нашей эры. Поздний мезолит, ранний неолит. Пятый этап – эпоха производящего хозяйства. До некоторых областей сухих и влажных субтропиков 8-5 тысяч лет до нашей эры. История делится на два пласта – первобытное общество и цивилизации. Исходным этапом развития человечества является первобытный строй, который охватывает отрезок времени свыше 2 миллионов лет, когда не существовало государственных образований, еще не сложились правовые нормы.
За время своего существования первобытное общество прошло значительный эволюционный путь, на протяжении которого происходили изменения его социокультурного облика и хозяйственного устройства. Выделяют две основные стадии первобытного общества. Первая – присваивающее хозяйство, вторая – производящее хозяйство. Смена стадий происходит в эпоху неолита, неолитическая революция. 8-3 тысячелетий до нашей эры. От 8 до 3 тысячелетий до нашей эры. Первая стадия характеризуется становлением человека как биосоциального существа. Люди пользовались простейшими каменными орудиями, жили за счет присвоения продуктов природы, собирательства, рыболовства, охота. Вели бродячий образ жизни, объединяясь в локальные группы под руководством мужика. Такая простейшая форма жизни и социальная организация, отражавшая низкий уровень развития производственных, общественных и культурных отношений, называется первобытным стадом или праобщиной. Однако, несмотря на хаотичность внутренней жизни стада, в нем прослеживаются первые социальные нормы первобытного общества, правила, стандарты и прочие поведенческие стереотипы. Природные инстинкты начинают отступать перед социокультурными стереотипами. Отношения внутри толпы носят эгалитарный характер. Распределение продовольственных и других ресурсов происходит равномерно. В основе подобного равенства лежит эквивалент обмен, как пищей, орудий труда, так и женами и так далее. Власть вожака над группой появляется весьма выразительно. Его воля воспринимается стадом как норма. Усложнение социальных связей, изменение брачных отношений. Секунду. Сейчас, секунду, пожалуйста. История. Так. Усложнение социальных связей, изменение брачных отношений появляется экзогамией, запрещавшей браки между кровными родственниками. И неолитическая революция привели к возникновению семейно-клановых групп. Произошла смена стада на родовую общину, в основе которой лежали родственные отношения. Строиться родообщинные отношения могли по принципам матрилинейности или патрилинейности. История первобытного общества после неолитической революции выходит на новый виток. Люди переходят к производящей экономике, что позволяет им не только обеспечить себе выживание, но и начать целенаправленно обеспечивать себя продуктами питания и другими необходимыми для жизни предметами. Это стало предпосылкой перехода к оседлому образу жизни. То есть на месте остановиться и строить города, цивилизации и так далее. Постепенно отдельные семейно-клановые группы устанавливают контроль над определенной территорией. Первобытное стадо превращается в прочную, разросшуюся, численно и связанную с определенной территорией группу производителей. Новая социальная организация основывается на самоуправлении и саморегуляции. На этой стадии развития первобытное общество переходит к фиксированному разделению труда, распределению пищи и брачно-семейными отношениями. Принципы равенства и эгалитарности по-прежнему сохраняются. Но вместе с тем распределение добычи могло производиться и с учетом ролевых функций его участников по принципу пола, возраста и так далее. Преимуществами в коллективе обладал и его лидер. Вокруг него концентрировались члены группы, которые взамен за предоставляемые им блага признавали авторитет лидера. Так сложилась догосударственная форма власти. В родовых общинах уже существуют правила поведения, обязательные для всех членов ее коллектива. Родовые нормы были связаны с тотемами, имели мифологическую окраску. Порядок распределения добычи становился регламентированным. Контроль над этим процессом берет на себя вождь.
Социальные отношения носят характер самонарастающихся. Они поддерживаются интересами, религиозными верованиями и другими ценностными установками. Но это не исключало принудительность исследования нормам, которые вырабатывало первобытное общество. При нарушениях табу преступник мог быть изгнан или подвергнут смертной казни. Древний Восток. Колыбель всей человеческой цивилизации. Древнейшие очаги, которые сложились в 4 тысячелетии до нашей эры, независимо друг от друга, в Египте, в Месопотамии, Шумере. В середине 3 тысячелетия до нашей эры оформилась древнеиндийская цивилизация, а в середине 2 тысячелетия до нашей эры древнекитайская. Эти цивилизации складывались в условиях субтропического климата с жарким, сухим летом и мягкой зимой. Природные условия в долинах великих рек первоначально были не самыми благоприятными. Почвы были заблочены, по берегам часто росли густые непроходимые леса. Мощные разливы несли опасность поселениям. Однако можно говорить и о множестве преимуществ. Реки могли снабжать людей большим количеством рыбы. В прибрежных лесах водилась дичь, а главное, земли были пригодны для земледелия. Реки активно способствовали возделыванию почв, давая постоянный неограниченный источник воды для орошения и принося во время разливов плодородный ил. Но необходимо было построить дамбы, растительные каналы, пруды, которые удерживали бы воду после разливов, чтобы получать большие урожаи даже при использовании первоначально примитивных орудий обработки земли. В результате именно на основе орошаемого земледелия возникло высокопродуктивное сельское хозяйство древнейших цивилизаций. Созидательный труд позволил использовать окружающую среду для улучшения условий жизни. Умение ставить окружающую среду себе на службу является важнейшей особенностью человека и до сих пор способствует его постоянному развитию. Природные условия Месопотамии были сначала не очень благоприятны для проживания. Здоровью населения вредили испарения многочисленных болот. Строительного камня здесь не было. Поэтому основным материалом для возделывания различных сооружений служили камыш и глина. Также в регионе было недостаточно полезных ископаемых, особенно металлов. Геродот отмечал, что плодородная почва Египта была создана наносами и отложениями ила после разливов реки Нил. Прекрасно орошаемая ими египетская земля образовала гигантский оазис. Зажатый в тиски необозримых пустынь северо-восточной Африки, отрезанный от соседних стран на западе и на востоке, скалистыми горами и труднопроходимыми пустынями, а на юге – порогами Нила. Египет первоначально был почти изолирован от остального мира. Этим во многом только благодаря разливам Нила, объясняется своеобразие египетской культуры. Земледелие там было возможно только благодаря разливам Нила, потому что в жарком климате урожай полностью зависел от влаги и наносов плодородного речного ила. Египтяне всегда противопоставляли свою природную для растениеводства землю пустынным и диким соседним территориям. Здесь проходили и протекали пути из Египта в Междуречье, Шумеры, то есть
в зоны важнейших государств древности. Загадка появления государственности в Древнем Египте – одна из самых интригующих в египтологии. Начав свой путь с эволюции с простейших бактерий, мы и стали людьми. Люди первобытных общин обычно вели кочевой образ жизни, перемещаясь за едой и ресурсами, следуя за животными, на которых они охотились. Из попыток людей имитировать звуки природы и животных для обозначения опасности, пищи или других важных событий возник первый протоязык человека. Звукоподражательная теория, она же ономатопоэтическая. Одним из первых подобную теорию выдвинули Демокрит и Платон, а также ряд стоиков, утверждавшие о существовании отприродной связи между звучанием и звучанием слова. Человек, по их словам, в ранние периоды развития подражал звукам окружающего мира. Крики птиц и зверей, шум воды и грома, в котором в любом языке есть определенные звукоподражательные слова. Мяу-мяу, гау-гау, кря-кря, дзинь-дзинь, кап-кап и так далее. И производные от них мяукать, гавкать, крякать, пак, капать и так далее. Хотя звукоподражательные слова приблизительно передают звуки окружающего мира, стоики, в частности, полагали, что для предметов и явлений, которые не звучат, важно собственное воздействие на чувства, мягко, жестко, грубо и так далее. Согласие ощущения вещи с ощущением звука называлось колыбелью слов. В дальнейшем эту теорию развивали Августин Блаженный, Готфрид Лейбниц, Шарль де Босс, Жан-Жак Руссо и немецкий мыслитель Иоганн Готфрид Гердер. Гердер считал, что первые слова возникли в результате особых интеллектуальных усилий человека. Люди имитировали звуки, издаваемые животными, а также шум окружающей среды, воды, дождя или ветра. Эта предлингвистическая вокализация звуков стала ступенью к возникновению протоязыка, а затем и языка. Звукоподражательная теория быстро нашла многих сторонников, так как рационально объясняла, откуда же могли взяться первые слова. Другой немецкий мыслитель, Лейбниц, в частности, считал, что образование слов – это результат соединения звучания окружающих вещей, предметов и явлений, психических впечатлений от вещей и их звучания. Собственно, подражание звучанию, он делил звуки на сильные и шумные, и мягкие и тихие, вызывающие соответствующие представления, которые формировали звуковую оболочку слова. Шутливое название «гав-гав» теория звукоподражанию дал Макс Мюллер, который критически относился к ней и считал крайне ограниченной. Слабым местом теории был тот факт, что теория предсказывала большое количество ономатопоэтических социумов, слов в языках примитивных социумов, хотя их число в языках современных социумов и языках первобытных народов в целом примерно одинаково. Сопоставление звукоподражаний различных языков также разрушало состоятельность этой теории. В целом теория не выдержала почти никакой критики, но ряд исследователей 20 и 21 века дали основания считать, что звукоподражательная и звукосимволизм играли наряду с жестом важную роль в возникновении и развитии языка. Что же объединяет всех этих ученых? Конечно же, индоевропейские языки, на котором они разговаривали. Мотивацией для моего поиска лично ответа на вопрос об истоке языка у людей послужило мое недоумение по поводу того, почему египтяне называли бога солнца именно Ра. Будучи любознательным в отношении к родному нахскому
языку, я был уверен, что развитие человеческого языка началось с имитации звуков природы. Но солнце, в отличие от его младшего брата, в кавычках, огня, «ц» на нахском, не издает никакого звука. Этот вопрос побудил во мне интерес к изучению истории человечества и его языковой эволюции. Прежде чем мы начнем наше исследование, в котором мы не раз обнаружим языковое сходство нахского языка с языками первых цивилизаций, давайте обратимся к статье чеченского историка Хасана Бакаева, чтобы понять такое явление в нахском языке, который без сомнения относится к индоевропейской языковой семье. Итак, чуть-чуть паузу. Так, статья есть дальше. Хасан Бакаев. И статья вон еще и матюка именно шумерии, египтери, цигардешна штуй, ушмичар хадяхкан вой матюки. Потому что вой вяш цигардяхкан, да, вой кайнахду. Вой Кавказ дяхкан, цигар хабяхкан нах, в общем, подробно дают душу. Хамерс, в конце работы дукка ссылка шила, где ты брал информацию из ца. Обязательно ссылка шила. Без ссылок это ца. Терять должен, как бы, свою эту... Абсолютно, да, ссылка очень эмоционально. Четкий цад война, тieši долунштадт, savu školē преподавать яшешем естественно, цейна эволюции там, эволюции чисто цец больше. Я тебе хочу сказать, что чисто вот почти что значит уже в конце 19 века это обычная практика. И чем больше ссылок у тебя, тем ты круче считаешься ишца. И он на этом построенный дом. Любая научная работа, даже в Википедии, я бугаешь отдел хуляк, ссылки шелш, линк шелш. Вот эти ссылки в любой работе серьезные, они обязательны. Просто такие, ссылки шьются, ну, вот он даже. То есть там вот эта информация отсюда взята, вот это оттуда больше яйца. И потом эти же ученые там или исследователи, они как бы цитировать мелваха статус чоулу шутер. Например, чем больше тебя цитируют, то есть в каких-то других научных работах уже ссылаются на твою работу, тем ты круче считаешься. То есть это цитировать вещь, или это тоже как бы вес добавляет, короче. То есть в конце сошел страниц именно ссылок просто на собирать и ссылки и знаю. Ну, чтобы там немножко вес добавишь в своей работе. Сокету обобщего теста там в конце я целую страницу ссылок вставил. Отлично, тогда ты интуитивно правильно поступил. Дистала, дистал сейчас, 2-3 минуты. Война Гиршин дал его лучше. Да, кто хочет комиссарского тела? Кто еще хочет комиссарского тела, братья? У кого какие мысли по поводу? Какие вопросы возникли у вас? Так. Там такой переход, там такой переход был, я ловил себя на мысли, речь вроде бы шла о свободном существовании человека, о передвижении, потом резко такой переход
когда уже начали признавать вожаков, считаться с мнением, пытаться угодить. И оно, конечно, преподносилось, что это, наоборот, хорошо было и послужило нынешней начало цивилизации, но почему-то я подумал, что это было своего рода рабство. Вольный человек до этого жил, и потом резко наступает такой период, где ему необходимо признавать кого-то выше себя, что ли, я не знаю, там, то есть как вожака, я это словно не помню, там такой момент был, я прям прочувствовал его как от свободы, Да-да, плавно пришел в Чеберло. это. Чеберло, к твоему именно тому, что ты сказал, у меня есть там, где-то сохранил я ее, скачал, вот этот, как они называются, мем, где обезьяна, в общем, обезьяна и чувак, сцена из этого, планета обезьян, мужчина там обезьяну держит за голову и говорит там, ты животное и так далее. И тот обезьяна типа ему отвечает, ты единственное животное, которое платит за жизнь на земле, короче. Вожак, это, наверное, началось из-за того, что кто-то был сильнее, умел лучше охотиться, так он как бы это попадал в материальную зависимость от его охотничьих способностей. Там зудры или слабый, беш, они же не Да, могли, да, наверное. кто боится там, да, тот назад типа кучкуется под юбку там, мамаши и так далее, а проворный тот, кто защищает стаю, те там его... Чисто это на интуитивном вот это, как у волков. Имеется в виду, автоматически это выделяется, да. Ты можешь оленя там загнать, там 3 часа от яха и данцон, короче. А кто-то не может, он в зависимость от тебя попадает, короче. Олень цунцалох, он это голодный будет. Видишь, в такой системе это. Или, например, потом уже, когда мозги стали работать у людей, кто-то умеет хайкал дольше, там ловушки хорошие строит, дичь хорошо выслеживает, там это, то, все, короче, там хищников может убить, там отравить их или, не знаю, ядом каким-то там заразить их и что-то ищется. Такие тоже будут тогда это уважаемые уже не за физическую силу и выносливость, а за чисто умственные способности, скажем так, охотничьи. Если что, там микрофон кто-то будет тоже включать, ахахтар умгла, просто я не буду видеть шин компьютер, я волшуса, короче, и дизайн, и слайд шагой шундац, как бы, да. Я несколько штук включил, пока что-то 2 часа, Ваши вопросы. Жалко нету этого саляфа, чтобы заполнить паузу цадодин. Сэр хош. Эволюционный путь тыкылды. Там сегодня там лачмиз эволюции. Чакамяне отсюда. Продолжается. Эволюция никогда не закончится. Она будет продолжаться в той или иной форме. В 21 веке там я много баргушбок. Бытовой вопрос решить дети. Мол волч водожди, имам волч водожди. Так, за лидерство. Ханих царь в то время. Кто хитрый, тот и лидер. Потом, изначально, кто хитрый, валяется, если ты оленя добыть не можешь, то никому твоя хитрость Ну не да, нужна. сноровка нужна. Ну, сноровка. Примерное время, да. Кто там... Эволюция человека, Бара, Тесла, или как, и природа там, животные. Эволюция Бога, это не обязательно Адам. Вообще любые изменения, там, технические эволюции, это
любое изменение, которое потом приводит к каким-то этим, скажем так, следующим изменениям, потом опять это называется эволюцией. То есть это соцчат изменений непрерывно худущих. И Бог даст. Мышление, развитие мозга. Продвигаемся. Технически. Короче, ага. Я понял. Так. Хасан Бакаевина Гюешлюшиновой, чтобы дети царевшим понимать, почему в нашем языке слова Харбу индоевропейский мир наш. Это одна семья. До Индии юг, Иран, Армения, и вот до Европы теперь уже Австралия, Америка, Канада и все остальные, куда вот этот. В общем, язык, скажем так, белых людей изначально. Хотя мы относимся к ним, но в нашем языке есть вот отсюда языки из Египта, из Месопотамии, с иврита, с арабским. Откуда это все в нашем языке? Это наш язык, мы ни у кого его не брали, но как наш язык образовался, в общем, все поймете. Для этого и читается статья небольшая, чтобы ввести в курс дела Хасана Бакаева. Древнейшими очагами возникновения и становления производящей экономики следует, по-видимому, считать Анатолию. Вот он, Чатал-Гуюк. Некоторых читал Хуюк и так далее. И Палестина, и Иерихон. Специалисты относят появление зачатков земледелия и скотоводства в этих регионах к 8-7 тысячелетию до нашей эры. Поразительные достижения этих древнейших земледельцев и скотоводов, умевших воздвигать мощные каменные оборонительные сооружения, строить храмы с яркими фресками, употреблять в быту костяные ложки для еды и производить разнообразные ювелирные украшения и бытовые предметы, в том числе и изящные обсидановые зеркала. Это вот Кавказ. Это была эпоха неолита, новый каменный век. И кавказские племена той эпохи также очень рано перешли к производящим формам экономики. Несмотря на сравнительно небольшое число раскопанных памятников этого времени, их количество все же свидетельствует о том, что в 7-6 тысячелетии до нашей эры древние жители Кавказа также приобщились к земледелию и скотоводству. Впрочем, важную роль в жизни этих племен продолжали играть и традиционные промыслы – охота и рыболовство. Древнейшим товаром, который экспортировали с Кавказа, являлся обсидан – вулканическое стекло, которым особенно богато Армянское Нагорье. Памятников следующей энеолитической эпохи открыто на Кавказе не менее 70. Большинство поселений этой эпохи обнаружено в Азербайджане, более 50, остальные в Грузии, Армении и в Дагестане. Древнейший из этих памятников, получивших название Шамутепе, датируется по углероду середины 6-го тысячелетия до нашей эры. Но большинство относится к периоду 5-го начала 4-го тысячелетия до нашей эры. Однако памятники энеолита, в отличие от памятников неолита, обнаружены теперь практически по всему Северному Кавказу. Гаджиев считает, что эти памятники представляют собой единый культурный тип от Дагестана до Кабардино-Балкарии. Западнее Кабардино-Балкарии – это индустрия, имеется в виду производство каменных орудий характерного типа. Уже не встречается, пишет ученый. На северо-западном Кавказе в обработке камня господствовала иная традиция.
Таким образом, ранее земледельческая культура Северо-Восточного и Центрального Кавказа по ряду характерных черт сильно отличается от синхронной ей культуры Северо-Западного Кавказа. Отличается она и от современных ей культур Закавказья. Куро-аракская культура в значительной степени хранит в себе тайну происхождения кавказских народов. Куро-аракская культура – археологическая культура раннебронзового века на территории Южного Кавказа, Закавказья и прилегающих областей Ближнего Востока и Восточного Предкавказья. Ее памятники находятся в Азербайджане, Армении, Грузии, Дагестане, Восточной Турции и Северном Иране. Эта культура примечательна еще и тем, что во времени совпадает с началом письменного периода в истории человечества. То есть с появлением первых цивилизаций. Не следует недооценивать то обстоятельство, что южная граница распространения куро-аракской культуры примыкала к Месопотамии, где впервые зародилась одна из таких высокоразвитых цивилизаций – шумерская. Кто создал куро-аракскую культуру? На этот счет существует несколько гипотез. Так Дьяконов считал создателями этой культуры хуритов, основываясь на том, что границы куро-аракской культуры в эпоху ее расцвета не выходят за пределы распространения хуритского языка. В другой работе Дьяконов уже пишет о группе языков хурита-уральских и нахско-дагестанских, как о языках создателей куро-аракской культуры. Такого же мнения придерживается Гаджиев, который к тому же считает, что предки носителей современных нахско-дагестанских и хурита-уральских языков обитали на этой территории, то есть на Северо-Восточном Кавказе, по крайней мере с эпохи раннего металла. Серьезные позиции занимает и гипотеза об индоевропейском облике племен, создавших куро-аракскую культуру. Многочисленные и многообразные картвело-индоевропейские параллели, выявленные на базе прокартвельского языка, позволили Меликашвили высказать мысль о возможном индоевропейском происхождении носителей древней закавказской куро-аракской культуры. Впоследствии в значительной мере ассимилированными по языку носителями языков преднеазиатского типа, в частности картвельскими. По языку носителями, для которых означенное индоевропейское население сыграло роль субстрата. Последнее обстоятельство важно в том отношении, что, по мнению специалистов, процесс индоевропеизации картвельского и лингвистического типа возможно протекал в условиях тесного и длительного контакта между племенами, говорившими на картвельских и древних индоевропейских диалектах еще до разделения общекартвельского языка, основы на самостоятельные языки. Отсюда следует, что контакты древних картвело-свано-мигрельских племен с предками индоевропейцев происходили приблизительно в конце третьего тысячелетия до нашей эры. Картвельские, то есть грузино-свано-мигрельские племена переселились в Закавказье из Передней Азии в последних веках третьего тысячелетия до нашей эры и застали здесь куро-аракское население, говорившее на индоевропейских диалектах. Длительное соседство этих двух языковых общностей привело к тому, что во всех трех группах картвельской языковой семьи, грузинская, сванская, мигрельская, ныне обнаруживается значительный слой индоевропейской лексики. В своем фундаментальном труде «Индоевропейский язык и индоевропейцы» Гамкрелидзе, Ивяч, Иванов
проводят множество доводов лингвистического, мифологического и археологического характера в пользу гипотезы об индоевропейском облике куро-аракских племен. Прародина индоевропейцев, по мнению этих ученых, помещалась в областях на северной периферии Передней Азии, то есть к югу от Закавказья до Верхней Месопотамии. Мнение об индоевропейском характере куро-аракских племен поддерживают такие ученые, как Чебоксарова, Дедабришвили, Мирцхулава. Причем последние двое авторов допускают возможность проникновения носителей куро-аракской культуры в Европу, вплоть до Пиренейского полуострова. Особую позицию занимает по этому вопросу Мунчаев, который пишет: обширен, как мы видим, ареал куро-аракской культуры. На этих языках говорили ее носители. На хуррито-уратском, хатском или картвельских, нахско-дагестанских или абхазо-адыгских. Можно предполагать, что в разных областях ареала куро-аракской культуры говорили на каком-нибудь из этих языков. Причем в причерноморских районах Кавказа говорили на абхазо-адыгских языках, близких к хатскому. В Центральном и Южном Закавказье на хуритском и картвельском, а на Восточном Кавказе на нахско-дагестанских языках. Следовательно, нам представляется, что общекавказского языкового единства, во всяком случае в третьем тысячелетии до нашей эры, здесь не было. Как мы видим, спектр мнений об этнической принадлежности куро-аракских племен весьма широк. С одной стороны, предлагается видеть в них хуритов и генетически родственные последним племена. С другой – индоевропейцев, а с третьей – предков всех нынешних кавказских автохтонов и некоторые древние народы, родственные им. Но если мы попытаемся вникнуть в систему доводов авторов всех перечисленных гипотез, мы увидим, что противоречий в них не так уж и много. Действительно, трудно не согласиться с мнением Дьяконова о том, что границы распространения куро-аракской культуры почти полностью совпадают с границами расселения хуритов. Однако, как справедливо подмечается целым рядом ученых, в том числе и западных, именно вторжение хуритов привело к гибели куро-аракской и равнозначной ей киберкиракской культур Закавказья, Сирии и Палестины. Иначе говоря, хуриты явились не создателями куро-аракской культуры, а ее разрушителями в последних веках третьего тысячелетия до нашей эры. И нет ничего удивительного в том, что археологи открывают куро-аракские и кирбет-киракские памятники в тех районах, где древние письменные источники фиксируют присутствие хуритов. Нужно эти два факта разъединить во времени, и тогда все станет на свои места. То есть, оказывается, правы и те ученые, которые видят в создателях куро-аракской культуры индоевропейцев, и те их коллеги, которые отмечают факт совпадания границ этой культуры с границами расселения хуритов. Последние своими вторжениями или вытеснили, или ассимилировали старое индоевропейское население этих мест. Сказанное подкрепляется присутствием довольно обширного слоя индоевропейских заимствований в хурито-уратском, а также наличием в нахских языках столь многочисленных параллелей с базовой индоевропейской лексикой, что некоторые ученые-лингвисты, в частности Вагапов, включают нахские языки в индоевропейскую семью языков. Индоевропейцы явились создателями куро-аракской культуры, которая впоследствии была уничтожена нашествием воинственных хуритских племен, обитавших в те времена в Северной Месопотамии, шумеры, и на своей древней прародине, на армянском Нагорье. Только эта гипотеза, по нашему мнению, наилучшим образом согласуется с известными кавказоведением историко-археологическими фактами. Впрочем, эти связи можно объяснить и иным,
не столь радикальным образом, как это и сделал, к примеру, Федоров. Мобилизовав обширный археологический, антропологический и лингвистический материал, археолог, хумшкаряш, находкш археологический, антропологический, аюясибат, строение, лингвиста хамуат, ишаял материал, Федоров пришел к выводу о господстве Восточного Причерноморья в рассматриваемую эпоху абхазо-адыгской хатской языковой общности. Внутри этой общности вполне могли помещаться какие-то культурные элементы семитского мира, с которыми она соприкасалась на юге и юго-востоке. А хатты, древнейшие родственники абхазо-адыгов, не только соприкасались с цивилизациями Ближнего Востока, но и сами в значительной мере повлияли на этнокультурный и хозяйственный облик этих цивилизаций. Один из народов хатского происхождения – это кашки, и явились, судя по всему, тем этносом, который принес с собой на северо-западный Кавказ элементы ближневосточных цивилизаций. Федоров пишет, на заре медно-бронзового века связи с Ближним Востоком еще более окрепли. Этому могли способствовать события, в корне изменившие обстановку в Малой Азии в третьем тысячелетии до нашей эры. Речь идет о вторжении в Малую Азию индоевропейцев, то есть лувийцев. Далее говорится о продвижении кашков, отнесенных лувийцами по Анатолии и Кавказу. События эти происходили в начале третьего тысячелетия до нашей эры, то есть прямо предшествовали времени появления майкопской культуры. Крейн поддерживает это мнение, основываясь на своих собственных исследованиях. Ученый пишет, кашки никогда не подчинялись Хеттской империи, вечно тревожили ее набегами и, наконец, как недавно установлено, сломили ее мощь. То есть поняли, да, хатты, хетты, Турция, метахил, что цивилизацию, вообще. Хатты, адык, черкеш, путь, цермот, как бы больше, цегергарбу, а хет, что, как бы индоевропейчку. Уэгергербу, как бы. Царахетты и на тебя. Турцию Олчаевой. В общем, ассирийские источники донесли до нас и другое название кашков – Апешла. Позже античные авторы рассказывали о апсилах. Снова совпадение. Это другой западно-кавказский народ – абхазы. Армяне до сих пор называют их апшилами. Самоназвание абхазов – Апшуа. Значит, древние кашки Апешла – ближайшие родственники современных абхазов и адыго-черкесов, а предки их всех на юге, там, где культура гавра. Ее бросок на север и появление майкопской культуры сейчас, секунду. Ее бросок на север и появление майкопской культуры – единственная возможность объяснить появление западно-кавказских языков на Кавказе. Позже археологии не сыскать обширной миграции из очага древневосточных цивилизаций на запад и северо-запад Кавказа, на Кубань. Один из царей этих пришельцев с юга и лежал в майкопском кургане. Следует добавить, что адыгейцы и черкесы носят название Косоги, Кашак, Гашк, что имеет несомненное созвучие с древним этнонимом Кашки. Кстати, не исключено, что этноним Косог, Кашак, лег в основу названия Казак.
Исходя из общепризнанного родства хурита-уральского и войнахского языков, автор данной работы в одной из своих статей предложил связать начальный этап этногенеза нахов именно с проникновением хуритов на Кавказ на рубеже 23 и 22 веков до нашей эры, то есть 2300 лет до нашей эры. В той же статье первые была высказана мысль о том, что хурита-урартийцы и родственные им нахи в историческом прошлом жили не изолированно друг от друга, а были связаны между собой цепью родственных племен, известных нам из древних и средневековых письменных источников эры, гергеры, ганахи, махелоны, цанары, двалы, нахи и другие. Названные и неназванные в этом перечне племена сыграли выдающую роль в истории Закавказья и Передней Азии, создавали свои царства и княжества и внесли ощутимый вклад в этногенез армянского и грузинского народов. И это делает актуальным тщательное исследование истории этих племен. Если хуриты явились по отношению к местным закавказским племенам суперстатом, то есть верхним слоем, то последние должны были быть субстратом, нижним слоем этногенеза войнахов. Смешение вторгнувшихся хуритов с куро-аракскими племенами, в которых мы видим индоевропейцев, привело к появлению новых культур, триолетской, о которой уже упоминалось, и сачхерской. Если приведенные доводы верны, то в языке нахов должен наличествовать значительный слой индоевропейской лексики. Есть ли индоевропейская лексика в нахском языке? Безусловно, есть. Стоит оговорить, что древние арийские племена, обитавшие на Ближнем Востоке, которые, возможно, являлся их прародиной, очень тесно соприкасались с хуритами. Среда, в которой оказались индоевропейцы, была преимущественно хуритская, отмечает польская исследовательница Заблоцка. Поэтому и нахский язык, близкородственный хуритскому, должен отражать в своем словаре лексику не отдельно взятого индоевропейского языка, диалекта, а языка основы, праязыка. И мы убедимся в дальнейшем в верности этой предпосылки. Если мы сопоставим нахскую лексику с индоевропейской, то уже на уровне древнейшего праязыка проявляют себя поразительные совпадения. По стословнику Свадеша процент соответствия нахской и индоевропейской лексики составляет более 30 единиц. Это очень много. Как отмечают в своей фундаментальной работе «Индоевропейский язык и индоевропейцы» Гамкрелидзе и Вяч Иванов, при обнаружении совпадений при достаточно большом числе таких совпадений порядка 20-30 или более, вероятность случайного совпадения равна нулю. И следовательно, требуется другая гипотеза для истолковывания этого сходства. Укажем для сравнения, что совпадение между грузинским, сванским и мигрельским по тому же индикатору стословнику Свадеша составляют те же 30%. И поэтому ни один ученый не ставит под сомнение тот факт, что это родственные связи, имеющие общее происхождение. Еще один факт. Если сопоставить между собой современные северокавказские языки по тому же методу Свадеша, то процент их совпадений не превысит 15-20 единиц. Отсюда следует принципиальный вывод, что по своему словарному составу нахский язык оказывается ближе к индоевропейским, нежели к абхазо-адыгской и дагестанской группам. Все сказанное позволяет нам сделать вывод о том, что начальным этапом этногенеза войнахов является конец 3-го тысячелетия до нашей эры, когда хуриты мигрировали на Кавказ на территорию проживания племен носителей куро-аракской культуры,
В этих племенах, как мы неоднократно подчеркивали, можно видеть или индоевропейцев, или, по крайней мере, сильно индоевропеизированный этнический массив. Вполне очевидно, что нахи, чей язык проявляет тесные связи не только с хурито-уратским, но и с индоевропейскими языками, представляют собой потомков тех племенных групп, которые образовались от смещения пришлых хуритов с местными индоевропейскими племенами, носителями куро-аракской культуры. Нахско-индоевропейские языковые параллели исчисляются тысячами. Решающий вклад в их выявление и классификацию внес блестящий чеченский лингвист Арби Вагапов. Добавим к этому и вывод крупнейшего российского ученого-антрополога Алексеева о том, что кавказский антропологический тип, наиболее характерными представителями которого являются именно нахи, зародился на Армянском Нагорье, древнейшими обитателями которого были хуриты. Следовательно, нахи не только по языку, но и по своему физическому облику проявляют тесное генетическое родство с хурито-уратийцами. Однако в нахском языке присутствует обширный слой индоевропейской лексики, что свидетельствует о сложных процессах в этногенезе чеченцев и ингушей. В этой связи следует упомянуть о том, что в физическом облике нахов-кавказионцев наличествуют некоторые черты, которые роднят их с северными европейцами, германцами. Эти черты выявил другой крупный российский антрополог Шевченко, А.В. Шевченко. Также необходимо учесть мнение видного чеченского ученого, языковеда Якуба Вагапова, полностью подтвержденного его коллегой и однофамильцем Арби Вагаповым, что индоевропейские и нахские языки состоят в более близких генетических отношениях, чем нахский и дагестанский. Объясняют это ученые тем, что нахские и дагестанские языки, включаемые обычно в единую языковую семью, разделились между собой раньше, чем нахские отделились от индоевропейских. Вагапов, славяно-нахские лексические параллели, Грозный, 1994, предисловие. Таким образом, мы видим, как факты из смежных исторических наук, дополняя и подкрепляя друг друга, показывают два корня происхождения нахов – хуритский и индоевропейский. Хатадыц, а не хатадо мегадушон. Шабы кайты ацелюшен. Ладош нам он не был, что Тесла. Вообще не хуёв. Был водой, вода, бастет. Тут либо все слушают и все понимают, либо все слушают и никто ничего не понимает. Одно из двух. صور خاطر ميكروفون طلعت شوية почему-то. صدر خاطر صور ديكلوماس и مو إلى راعي гаурская культура или раи мол Куро-аракская. Я хотя она хеочена или хотя гаур культура ерти муерти и сон дас дарс хатар ё кусут я или рона та что подрядаешь хеочена. هناك يونو كور-аракский чунюха. يريدك دوسو. Да, это апхаш хеош дауд шорхо это не айрон это. Гаур бош герон. Майкопский негам цаюца. Ага, из-за Мьозерсон, Майкопский, or Кабанский, еще Мьозерсон. И вот эти حاجة دحر خشيرсон, и сонде в кохта добор, а что просто ген доллар. Гаурский, элитиас, гаурский, ялгулел, да, ну гаурский. Узахшаму тепею, точнее, Карин метк моей культуре. В общем, тарасон там емерцик за косвенно упоминает. Юхол, хавочан, халоцерю сюда. Ну, там основном и куро-аракский ерцик, войнешек, за ухудях, как бы.
запомнить цейна, уважаете от него. Арма, привет, again, Доули. То есть, быстро, чтобы подвести итог. Хетты бац, Уэйн, самый близкий худ, ты, по-моему, ты говорил, да? Именно хетты бу. Хетты, наоборот. Хатты бу, чиркеш адыгш, бу. Цербрет бу. Хетча еще Кавказия, дабан, как бы, индоевропейчку, кайнаш бу. Ну, конечно, богу, но как бы уже Кавказ, Диа, ашпеш, к северу, ашпеш, больше всегда банхетский, и нацияция, муатта, индоевропейский был, как бы, войнак, войчунюк больше. Засимея юпи, как бы. Еще, как бы, уже, иштук, хатты тигр был. Заметьте, лапыш, относительно, да, хатты, хетты, короче, очень там подарок, я еще лабоца. Итак, карта расселения человека по Земле. Проверить концепцию этого моногенеза можно собранием переводов какого-либо значимого для древнего человека слова с различных языков мира и систематизировать их по степени схожести. Для начала я решил проанализировать слово «солнце». Ведь первобытный человек наверняка должен был как-то называть наше светило. Однако есть языки и группы языков, в которых слово «солнце» никаким видимым образом не соприкасаются с соседними. Возможно, человек уже в процессе расселения приобрел членообразную речь и начал давать окружающим его объектам названия. Во многих языках название нашего общего светила неоднократно менялось. Среди восточных культур солнечные культы часто характеризуются особенностями, такими как солнечный круг, крылья и львы. Солнце – тотем человечества со времен неандертальцев, птица – тотем охотников, лев – символ власти человека, который превзошел их в эволюции, победил их и построил цивилизацию. Все это слилось в единый культ именно на Востоке. Это Инанна, как мы видим, Нана Ненахском мать. В шумерской религии центральное женское божество, главное место почитания – Урук, где находился главный храм Инанны Эана. Место почитания богини известно в историческую эпоху как Инанна. Уту – это шумерский бог солнца, мы видим на слайде, его сестры Инанна и Эрш-Кигал. Она на нахском небо, как мы знаем. Это Хор, бог неба в облике сокола. Египет это. Впоследствии слился с богом Ра. То есть солнце и сокол слились. Гор, бог, сокол, и Ра, солнечный диск, то есть солнце, слились впоследствии и изображались в виде человека с головой сокола и солнечным диском над головой. Это символ Ра. Существует гипотеза о том, что государственность египетским племенам привнесли извне. Здесь опять есть несколько вариантов. Государственность в Египте сложилась под влиянием эмигрантов из более продвинутого государства. Так как на тогдашней политической карте, как она нам сегодня представляется, был лишь один более-менее серьезный игрок. Это шумеры. Вариант второй рассматривает именно шумер как источник государственности в Египте. Другими словами, часть шумеров перебралась сюда, оценив перспективы плодородной земли, и подняло местное население до организованного социального состояния. В качестве доказательств такого влияния предъявляют рукоять ножа из Джебель-эль-Арака, памятник доисторического Египта. То есть только история начинается
тем временем датируется этот нож. Обратите внимание, изображен Шумер, побеждающий двух львов. И он найден в Египте. 3500 лет до нашей эры, датировка. Это Гаруда, мифический царь птиц в индуистской и буддийской традиции. Получеловек и полуптица. В индуизме ездовая птица солнечной природы Вахана, бога Вишну. Вахан Оцарцуна. У него, у бога Вишны, есть несколько разных транспортов. Слон, там, корова. Этот транспорт бога Вишну, название имеет Вахан. Это уже Индия, так что не удивляйтесь. Корень опять идет к нам. Это Ахура Мазда, Ормазд. Авестинское имя божества, которого пророк Заратуштра, основатель зороастризма, провозгласил единым богом. А Зороастр, солнечный диск, видите, также изображается в области головы у пророка Заратуштра. Это, кстати, первый пророк на земле. Пайгамар на иранском, древнеиранском языке. 1000 лет до нашей эры уже появляется первый посланник Бога, то есть культа солнечного культа. Солнечный культ до того развился, что уже начинает посылать в образе людей посланников, неких вестников. То есть настолько развился солнечный культ. Это стелла с изображением царя Новоассирийской империи Шамши-Адада, V. «Мое солнце, бог Адад». Деталь стелы Шамши-Адад, британский музей, на его груди символ Адада, бога солнца. Видно, да, нормально? Существовавших за 800 лет до рождения Иисуса Христа. Все видят, да, видно? Да, видно, Баргу. Все так. Новоассирийская империя. Государство Древней Месопотамии и на Ближнем Востоке. Один из периодов существования Ассирии, длившийся с 934 по 609 год до нашей эры. В течение этого периода Ассирия укрепляла свои позиции в качестве региональной державы, достигла максимального расширения границ и превратилась в первую мировую империю, установив относительно длительный период спокойствия на Ближнем Востоке. Языки, на которых говорили в Ассирийской империи, это аккадский, арамейский, шумерский, хетский, хуритский, финикийский, египетский и так далее. Это глиняный слепок личной печати языки царя Иудеи, правившего в конце 8 века до нашей эры. Артефакт содержит надпись на иврите. Принадлежит Езекии, сыну Ахаза, царю Иудеи. Кроме того, на нем нанесены несколько символов. Двукрылое солнце и 2 анха. Видите, да? 800 лет до нашей эры. Что почитают древним иудеи? Окрыленное солнце. Вот это 2 египетских креста. Анхолцуна. Еще за 10 тысяч лет до нашей эры в истории находится масса примеров, написанных и высеченных в камне свидетельств поклонения человека Солнцу. Вполне понятно почему. Каждое утро, когда встает солнце, оно приносит свет, тепло и защищает человека от холода и полной опасных хищников тьмы. Все люди понимали, что без солнца не вырастет урожай, а жизнь на земле исчезнет. Это понимание делало солнце самым почитаемым объектом во все времена, во всех религиях. Солнце и Бог – это очень древний образ. Если мы вспомним, что даже в среднем палеолите,
это 150 тысяч лет назад, когда еще Homo sapiens соседствовал с Homo neanderthalensis, у неандертальцев, когда хоронили умерших, их тела, как правило, клали по оси запад-восток. То есть это очевидно солнечная ориентация. Возраст останков наиболее ранних неандертальцев, пранеандертальцев, около 500 тысяч лет до нашей эры, окончательно сформировались как вид около 130-150 тысяч лет назад. Последние неандертальцы жили около 40 тысяч лет назад, сосуществовали в Европе с Homo sapiens в течение нескольких тысяч лет. Неандертальцы населяли Европу и Среднюю Азию. Название неандерталец происходит от долины Неандерталь в Германии, где был найден череп одного из представителей. Неандертальцы были ниже и шире в плечах, чем современные люди, при этом обладали большим объемом мозга и, возможно, владели речью. Средняя продолжительность жизни составляла 20 лет. Неандертальцы изготавливали орудия труда, такие как деревянные копья, обожженные на конце или с каменными наконечниками, скрепки, рубила. Они активно использовали огонь. Существует всеобщее заблуждение, что неандертальцы были нашими предками, что мы произошли от них. На самом деле это не так. Считается, что неандертальцы, современные люди, произошли от их общего предка примерно 500 тысяч лет назад. Предки неандертальцев переселились в Европу до нас и продолжили эволюционировать там. Общий предок современного человека и неандертальцев происходит из Африки, которая лежала вне известного ареала неандертальцев. Открытие ученых, недавно расшифровавших геном неандертальцев, указывает на то, что мы, люди, вступили с неандертальцами в половые связи в течение многих тысяч лет. Считается, что такие половые контакты были редкими и случайными, но они имели огромное значение. Почти все современные люди, за исключением людей чисто африканского происхождения, имеют 1-4% неандертальских генов в каждой клетке своих тел. Человек современной анатомии, Homo sapiens sapiens, возник около 300 тысяч лет назад. На территории Африки эволюционировал из гейдельбергского человека или же родезийского человека, после чего мигрировал из Африки и постепенно скрещиваясь и заменяя других архаичных людей. Это Хор, бог солнца в Древнем Египте. Он представляет солнце в человеческом облике, а его жизнь – это иносказательный миф, объясняющий движение солнца по небосводу. Из древнеегипетских иероглифов мы можем узнать многое об этом спасителе Мессии. У Хора, который символизирует солнце и свет, был враг по имени Сет, олицетворяющий ночь и тьму. Образно говоря, каждое утро Хор одерживал победу над Сетом, но по вечерам Сет побеждал Хора. Борьба света и тьмы, добра и зла – самая распространенная в мифах борьба противоположностей, которая является по-разному с древних времен и актуальна по сей день. Коротко, история Хоруса такова. Он родился 25 декабря от девы Исиды. При его рождении на востоке засверкала звезда, указавшая 3 царям место рождения Спасителя. Секунду. В 12 лет он учил детей богатого человека, в 30 принял духовное посвящение от Анука. У Хора было 12 учеников, с которыми он совершал чудеса, такие как исцеление больных и хождение по воде. Хор был известен под различными именами, включая Истина, Свет, Пастырь Божий и другие. После предательства Тифоном его распяли, похоронили на 3 дня, а затем он воскрес. Был ли Хор первым или нет, но эти черты встречаются в мифах многих культур мира и многих других богов, и их можно рассматривать как часть общего мифа. Фригийский Аттис. Рожден девой 25 декабря, распят, пробыв в могиле 3 дня, воскрес. Индийский Кришна.
Рожден девой по имени Деваки, его приход обозначила звезда на востоке, со своими учениками творил чудеса, а после смерти воскрес. Греческий Дионис, рожден девой 25 декабря, от верховного бога Зевса, путешествовал и учил людей. Полубог Геракл, рожденный смертной девой от того же Зевса, воплотившегося человека и остановившего солнце, чтобы ночь длилась 3 дня, совершив в течение жизни 12 подвигов, победил бога смерти, воскресил жену своего друга, вознесся на небо, где стал богом. Персидский бог Митра, рожден девой 25 декабря, у него было 12 учеников, он творил чудеса, умер и похоронен на 3 дня, воскрес. Его называли истиной, светом и другими именами. Любопытно, что днем поклонения Митре было воскресенье. Иисус Христос, рожден Девой Марии 25 декабря в Вифлееме. Его рождение было обозначено звездой на востоке, направившей 3 царей, мудрецов, к месту его рождения. Он учил детей в возрасте 12 лет. В возрасте 30 лет он был крещен Иоанном Крестителем и начал свое служение. У Иисуса было 12 учеников, с которыми он путешествовал, совершая чудеса, исцеляя больных, ходя по воде и воскрешая мертвых. Его знали как царя царей, сына Божьего, свет мира, альфа и омега, ангца Божьего и так далее. После предательства его учеником Иудой, который продал его за 30 серебряников, его распяли, похоронили на 3 дня, затем он воскрес и вознесся на небо. В действительности, многие спасители, жившие в разные эпохи по всему миру, соответствуют этому описанию. Возникает вопрос, откуда происходят все эти схожие черты? Почему говорится, что Дева родила 25 декабря? Почему он был мертв на 3 дня, перед тем, как воскреснуть? Почему именно 12 учеников и последователей? Для того, чтобы понять это, нам сначала надо изучить некоторые явления, связанные с Солнцем, такие как солнцестояние и равноденствие. Здесь мы уже переходим на северную часть суши, в основную зону расселения индоевропейцев, то есть арийцев. С детства слышал цитату, которую приписывают Сталину. Если найдете историю чеченцев, сожгите ее, иначе они умрут от гордости. Не знаю точно, говорил ли Сталин это или нет, но в ходе своего исследования обнаружил, что появилась она не просто так, как и цитата, приписываемая Гитлеру. Там, на востоке, сохранился след древней германизации Северного Кавказа. Чеченцы – арийское племя. Немецкий ориенталист Йозеф Карст в своей книге, написанной еще во времена Веймарской республики в 1931 году, действительно упоминал чеченцев. Скрин страниц данной книги. Обложка и страница 85 с упоминанием чеченцев и их языка. Примерный перевод отрывка о чеченцах. Чеченцы не собственно кавказцы, но этнически и лингвистически резко отделяются от прочих горских народов Кавказа. Они, перемещенные на Кавказ, отпрыск великого гиперборейского палеазиатского племени, которое простиралось от Турана через Северную Месопотамию и в Ханаан. Гиперборея – это как бы греческая, мифическая какая-то страна, в общем, но мифическая, в общем. Но предположение, как бы, чисто научной стороны, мы эти предположения разложили, как бы, убрав эту гиперборею, эту мифологию, мы как бы с Хасаном Бакаевым его в статье как бы привели обоснование этого. Но это чисто что источники как бы нашего упоминания, исследований нашей истории и так далее. То есть Сталин не просто так это сказал, или не просто так это ему приписывается про нас. В общем, для этого приведен вот этот источник. Так, чтобы вы понимали, это мифологические какие-то догадки ихние. То есть они приписывают нас белым, вот этой высокоразвитой какой-то стране. Я не вдавался в гиперборею, кто хочет, может вдаваться. Своим локализмом, своим строением, не терпящим никаких нагромождений согласных. Чеченский язык характеризуется как член семьи, которая некогда географически и генетически стояла ближе к прото-хамитически иберейскому или протофригийскому, чем, собственно, кавказским языкам.
Это продолжение перевода. Это книга. Немецкий Йозеф Карст. Чеченский, перепрыгнувший северный отпрыск праязыка, который некогда занимал гораздо более южную территорию, а именно в доармянско-аларадийской Передней Азии. Следы пребывания Нахчуай в стране Арарата обнаруживаются в топонимике как Нахчеван, Нахчуан. Только этим объясняется уклоняющая от нормальной кавказской звуковой системы сильно аларадийско-арминоидный характер чеченского языка. Йозеф Карст связывает самоназвание чеченцев Нахи, Нахчу с армянским словом Нах-Арар. На армянском дословно первозданный, первородный. И с городом Нахичевань. Впрочем, вопрос о знакомстве нацистских расологов и лично Гитлера с книгой Карста, ровно как и об их убежденности на основании выводов Карства, в арийстве чеченцев остается открытым. Нах-Арар на нахском – это мигранты. Нах – люди, Арар – снаружи. Ар, Ария, Ария – указатель наружу. Ария – горизонт, равнина. Ара – на улице, снаружи. Арар – из снаружи. Арарнах – мигранты, арии, арийцы. До половины 20 века термин индоевропейцы имело... Сейчас паузу сделаю чуть-чуть. То есть они упорно, каждый связывает нас с какими-то языками, то есть они не понимают, что мы действительно как бы ядро расселения индоевропейцев. То есть мы не от индоевропейского какой-то осколок и так далее. А именно эволюция прошла дальше. Скорее всего, когда Кавказ уже перешли, там и началось вот это, пигментация. Так, мы же привели разные мнения из прошлого, это как бы моя статья, и я тоже ссылаюсь на них, и мои убеждения, то есть, тоже тут будут, точнее, мои выводы, чтобы знакомить с темой, как бы, из разных источников, разные мнения и так далее. До второй половины 20 века термин «индоевропейцы» имело довольно ограниченное хождение как в академической, так и в публицистической литературе и периодике. Его ввод в научный оборот начинается после Второй мировой войны с целью замены более ранних терминов арии, арийские племена и арийские народы, которые были дискредитированы их активным использованием немецкими нацистами для обоснования расовых доктрин нацистской Германии. В межвоенный период произошла своего рода приватизация указанных научных понятий применительно к одной этнической группе, в данном случае германским народам, что и заставило историков и этнографов искать им замену, которой и стало понятие индоевропейцы.
Но термин индоевропейцы, включающий в себя белых европейцев и индусов, который относится к южно-индийской расе и рассматривается как переходная или промежуточная малая раса, которая образовалась в древности в результате смешения коренного видоидного населения Индостана с переселившими на эту территорию северо-южными европеоидами, не подходит для обозначения белой расы. И поэтому в настоящее время термин Caucasian в английском языке закрепился как один из официальных терминов для обозначения белой расы, то есть европеоидов. Языки, на котором говорят белые люди, а также индусы и персы, называют индоевропейскими языками. Кто может посмотреть на слайде на экране. Наименование языков осталось индоевропейскими, то есть языки. А на арийцев, как бы нацистская белая раса, вот это научное термину, как бы его пришлось заменить чем-то, а индоевропейцами его не заменить. Потому что индусы, они не европейцы. Но языки индоевропейские как бы один оставили. А для именно расы применили Caucasian. Арийцы, в общем, дискредитировали. По этой причине произошли вот эти переходы. Предполагаемая исходная область систематизирована красным, ярко-красным цветом. Показана ярко-красным цветом. Если что, кто не знает, это вот Северный Кавказ. Вот отсюда они начинают в Индию расселяться, в Европу и так далее, Англия, Америка, Австралия и так далее. То есть вот тут начался его путь. И все эти языки идут корнем сюда, к нашему языку. Хотят этого, не хотят этого люди. Индоевропейские языки – это самая распространенная в мире языковая семья. Представлена на всех обитаемых континентах Земли. Число носителей превышает 2,5 миллиарда. Вот это уже Эдвард Дэвидсон и статья. Индоевропейский язык относится к более древнему макросемейству под названием нострическое, объединяющее несколько языковых семей. Языковой Европы, Азии и Африки, в том числе алтайский, картвельский, дравидийский, индоевропейский, уральский, а также языки, распространенные в Индии, Северной Африке и на Аравийском полуострове. То есть это еще индоевропейский язык, халхи вообще семейный, протоязык, что в древности бекбуй, нострическое, это вообще полностью у древнего человечества. Цанбош, как бы. Сход что ж, я тоже хорош. Племена, говорившие на картвельском языке, являлись ближайшими соседями для первоначальных индоевропейцев. На Кавказских горах явное различие между ними заключалось в том, что говорящие на картвельском языке остались в горах, в то время как индоевропейцы расширялись. Это расширение было вызвано изобретением индоевропейцами повозок, запряженных лошадьми. Это привело к использованию колесниц в войне и, наконец, к верховой езде на лошадях для различных целей. То есть вот он, прото-индоевропейцы, то есть протобог, исход до индоевропейского, вот он. Вот тут живут половина черкесы, адыги, они к этому языку как бы не относятся. Они там тоже коренные, но это еще, это 6000 лет до нашей эры. Их тут тогда нету, этого языка. Если я не ошибаюсь. Существуют различные теории о точном местонахождении их первоначальной родины. Наиболее вероятной теорией является предположение, что они изначально располагались где-то на северном крае Кавказских гор. Это горный хребет,
расположенные между Черным и Каспийским морями, и сегодня в значительной мере находится в пределах Грузии и южного конца России. После этого индоевропейцы распространились оттуда, и большинство из них двинулись на север, в степи. То есть версия Ашпомена. Разделение протоиндоевропейского языка от своего родительского языка, то есть настрического, происходило примерно в 6000 году до нашей эры. Начало распространения индоевропейцев можно предположить, что это произошло в результате изоляции в горной местности. Отсюда и предпочтение Кавказских гор в качестве родины. Начало распространения индоевропейцев произошло примерно в 4000 году до нашей эры. И вместе с этим началось формирование ареальных диалектов. Анатолийский диалект, то есть где сейчас Турция, вот юг, вот этот, Анатолия. Анатолийский диалект начал двигаться на юг, свидетельствуя о миграции одной группы индоевропейцев. Большинство других, по-видимому, начали экспансию на север, в степи Причерноморья и Каспийского моря. Эти ранние индоевропейцы были идентифицированы учеными как воинственные пастухи, строившие курганы. Это могильные холмы. Вот они. Курган – это погребальное сооружение, представляющее собой обычно насыпь из земли и камня. Встречаются на всех континентах, кроме Австралии и Антарктиды. Выделяются многочисленные типы курганов, характеризующиеся особенностями конструкции погребальной камеры и насыпи. Первые курганы в степной зоне датируются периодом энеолита. Это 4000 до нашей эры. Практика их сооружения продолжается вплоть до средних веков. Согласно общепринятой курганской гипотезе литовско-американской исследовательницы Марии Гимбутас, начало сооружения курганов связано с распространением носителей индоевропейских языков. Курган, иначе кургон, принято считать тюркским словом, как и хазария, но это не точно. В чеченском языке с ладонью «ка» связано рукодельное искусство и внешние атрибуты собственности. «Ка» – ладонь, хватка, рукодельный. «Каик» – рука, «кауак» – нога, «кауарт» – голова, «каоу» – ворота, «каерт» – забор, керт, огражденное владение. «Каур» – рог, вихрь, хохол, чуб, кур. Кур – гордо, высокомерно, кичливо, заносчиво. Квар – кауар – окно, портал. Уар – яма, портал. Каш – могила, кааш – могила. Гуа – круг, гу – холм. Кур – гон – рукодельный холм. Если его этимологию разложить, они сами там не знают, туркам прицепили его и не знают этимологию, сейчас в мире используется и говорят, это тюркское слово. Никакого отношения к тюркскому языку курган не имеет. Гу, сам холм курган. Кургу, как пирамида. Могил мою и как бы. Я гою чушины, гою тебя варадуахкой как бы. Гуа ошелокся, тогда уж как бы. Еще в ту эпоху. А хазария, хаз это красивая. Ария, указатель наружу. Ара на улице снаружи. Ария, горизонт, равнина. Хазария, красивое место. Южные индоевропейцы, анатолийское направление индоевропейского языка. Вот она. Кажется, отделилась от остальных около 3500
год до нашей эры. Оно сохранило множество архаичных особенностей, которые были потеряны у других ветвей индоевропейского языка, указывая на четкое разделение между двумя ветвями в это время – южной и северной. Предшественником языка хатти, хетского, лувийского с множеством подветвей, лидийского и палаийского был язык, который мигрировал из индоевропейской родины и двигался на юг через горы. В конечном итоге он достиг Нагорий полуострова Анатолия. Оттуда, говорящий на хатском, удалось сформировать империю, охватившую большую часть Анатолии, хотя они гораздо позже утвердились, чем говорящие на лувийском. То есть, хаттиш, скорее всего, хузабунацон, хэтч хабо, хэтские цивилизации, империи, йокуза, юхаттиша, ё, пишет как бы, и ветк дугар, хокмет кусаден через, в общем, Кавказ, на юг. Основные индоевропейцы разделятся около 3000 году до нашей эры. Оставшиеся индоевропейцы, исключая теперь уже вот эту анатолийскую ветвь, вероятно, начали процесс разделения на определенные протоязыки, которые не были понятны друг другу. Западная группа впоследствии эволюционировала в кельтскую. Вот тут. Италийскую, венецкую, иллирийскую, лигурийскую, винделикскую, либурнскую и раэцкую ветви. Вот они. В начале экспансии на западной группе одно племя, очевидно, сделало разворот и направилось на восток, чтобы эволюционировать в тохарскую ветвь. Вот это, на восток. Это тохарская, в общем, цивилизация, это очень интересная тема. Можете подробно тоже ознакомиться, потом поймете, почему интересно. Северо-западная ветвь положила начало немецкой этнической группе. Северная ветвь основала то, что впоследствии стало балтийскими и славянскими народами. Протогреки образовали юго-западную ветвь, вероятно, вместе с фракийцами, даками и фригийцами, которые, по-видимому, были связаны с армянами. Восточная ветвь или сидящая дома, по-видимому, называвшая себя арьями или чем-то подобным, образовала предков индийцев, курдов, иранцев, манеев, медийцев и родственных им народов. Существует две теории о разделении протоиндоевропейского языка на различные языки. Одна из них – древовидная теория, которая иллюстрирует разделение как ветви дерева. Другая – волновая теория, которая указывает на диалекты в контакте, влияющие на своих соседей. По-видимому, обе теории в какой-то степени верны. На самом деле, обе могли происходить в зависимости от степени взаимного контакта или изоляции. Более того, есть доказательства того, что ветви, разделившиеся по образу древовидной модели, могут принимать лингвистическую тенденцию или обычай друг у друга. Одним из самых ярких примеров этого является переход от родового звука «кв» протоиндоевропейского языка к «р», как в кельтских, так и в итальянских языках в центральной части Европы, что не было принято географически изолированными кельтами в Испании и Ирландии или итальянцами к западу от Пеннинских гор. Еще одним примером является раскол на саттерные и кентумные диалекты. Это, сейчас подробно объясню, сатум и кентум. То есть этот язык, вот этот индоевропейский, вот он разделился на две ветви. Кентумные и саттерные. Вот он. А это тохар.
Это в Китае где-то, по-моему, пустыня сегодня уйгурский, вот это автономный округ. Сейчас подробно. Более того, есть доказательства того, что... Сейчас, секунду. Кентумные диалекты. Да, для удобства исключительно по этой причине здесь используется древовидная модель. Хотя она в общем слишком упрощена для полного объяснения использования волновой модели. Сделала бы ветви несвязанными. Использование волновой модели сделало бы ветви несвязанными. Итак, самим синим обозначено кентум. Красным – сатем. Термины происходят от слов, обозначающих численное 100. В репрезентативных языках каждой группы латинский центум и авестинский сатем. То есть это 100 означает кентум и сатем. То есть вот авестинский это самый древний иранский язык. Авеста это вот эта их религиозная литература зороастризма, самая древняя, зафиксированная их на территории этот язык, короче. И вот этот латинский. Вот, Греция, Рим и так далее. Латинский вот этот. 100, в общем, взято образно, чтобы понять различие кентума и сатема. Различие между центум и сатем в индоевропейских языках связано с тем, как произносятся некоторые звуки. В языках сатем, например, армянский, балтийский, славянский и индийские, звук «к» остается как «к», как в слове «кот». Тогда как в центумных языках, например, латинский, греческий, германский, этот звук может измениться в «ш» или что-то похожее на «ш». Таким образом, получаем различия в фонемах и их произношении, отражающие разные изменения в звуках в ходе истории этих языков. Сдвиг сатем легко иллюстрировать численным 100, звучащим в праиндоевропейском языке как том, том, которое стало, например, сатем в авестинском, что и дало название всей группе. Сатем в санскрите, сад в персидском, шат в армянском, шимтас в литовском, 100 в русском и так далее. В противоположность латинскому кентум, английскому hundred, х из раннего к. Первое германское передвижение согласно. Валийскому кант. Албанское слово kind – это заимствование из латинского центум. То есть поняли, да? То же самое одно слово, просто сатем и кентум. Где-то с читается, где-то к. В общем, вот это. Красным кентум, а вот это именно вот тахарское. Видите, как десант лежит. Вот этот кентум. Как бы. Северные индоевропейцы. Ведущий край балтославянской группы. По-видимому, стал протобалтами, а их южные родственники на севере протославянами. Эти два племени двинулись на север от остальных индоевропейцев. По-видимому, эти племена перебрались в лесистые речные долины на ранней стадии миграции индоевропейцев и отказались от полукочевого или полностью кочевого образа жизни в результате этих перемещений. Северо-западные индоевропейцы, это протогерманцы, мигрировали в Южную Скандинавию и на полуостров Ютландия. Некоторые особенности, отличавшие протогерманский язык от других индоевропейских языков, возможно, были заимствованы из финских языков. Судя по всему, также существовали тяжелые культурные контакты с их соседями на юге, кельтами. Они заимствовали как минимум одно божество – Таранис, более известный как Тор. Они также, по-видимому, заимствовали
важную особенность произношения, связанную с кельтским влиянием на их религию. Кельтское «гв» или «гу» вместо «в» было принято в речи так, что слово, обозначающее мага, «вуд», «вуд», стало «гуд», «гуд», что означает божество. Буква «гв» превратилась в «г», и, по крайней мере, в одном зарегистрированном случае в «к», поскольку римляне записывали балтийское моле как «коданус», «коданус синус». Судя по всему, существовали две конфликтующие группы божеств, которых почитали ранние индоевропейцы. Они наиболее известны под своими ведическими именами девов и асуров. В некоторых культурах почитались оба, но большинство выбирало тот или иной в качестве доминирующего. Протогерманцы, похоже, выбрали асуров в качестве доминирующих в их диалектном варианте ос, также известном как асы. Западные индоевропейцы, эта языковая группа доминировала большей части Европы в древние времена и до сих пор доминирует в Западной Европе. Языками, входившими в его состав, являются кельтская, курсивная, венецкая, иллирийская, лигурийская, винделическая, либурнская и раэтическая ветви. Западные индоевропейцы, вероятно, наиболее известные своей географической обширной группой кельтами, которые, в свою очередь, переняли латынь после того, как были завоеванными римлянами. Самым влиятельным языком этой группы, однако, является латынь, италийский язык, который был распространен в Европе Римской империи. Кельтские племена ассоциируются с артефактами урнового поля, которые начали появляться примерно в 1200 году до нашей эры в Центральной Европе, а также с культурой Гальштата, начавшейся около 800 году до нашей эры, и с культурой латен примерно в 450 году до нашей эры. Хотя эти ассоциации здесь не подвергаются сомнению, читателям следует быть осторожными и не принимать просто на веру эти характеризующие метки. Говорящие на кельтском языке племена не ограничивались регионами с материальной культурой этих культур, а распространялись гораздо дальше. С другой стороны, материальная культура Хальштата также была обнаружена на территории Иллирии, в Восточной Европе, что указывает на широкий спектр поселений. Перемещение этой группы, по-видимому, происходило практически строго на запад от предков, с некоторым изгибом их пути из-за географии. Серьезным вопросом было бы, почему они двигались на запад? Были ли они затолкнуты другими кочевниками? И если да, то кем? Народы в этой области могли быть иранскими кочевниками или, возможно, фракийцами, такими как кемерийцы, которые происходили из степей, прежде чем двинуться на юг в Иран и Анатолию. Кельты, греческое «келтой», латинское «келтае», близкие по языку и материальной культуре племена индоевропейского происхождения. В древности, на рубеже эр, населявшие обширную территорию в Западной и Центральной Европе, кельты были одним из самых воинственных народов в Европе. Для устрашения противника перед битвой кельты издавали оглушительные вопли и трубили в боевые трубы, карниксы, раструбы, которые были сделаны в виде голов животных. В первом тысячелетии до нашей эры кельты для увеличения прочности колес своих колесниц стали применять металлический обод. Колесо является атрибутом Тараниса, кельтского божества громовержца. Памятники являются важным источником информации о родовом быте и культуре кельтов. Кельты оставили за собой множество археологических находок, которые помогают нам понять их образ жизни, религию и обычаи. Их памятники, включая курганы, каменные круги и другие сооружения, являются свидетельством богатой и интересной кельтской культуры.
наряду с родовыми отношениями, а иногда помимо них, устанавливалась путем аренды земли зависимость, аналогичная вассальным отношениям феодального строя. Суд принадлежал главе клана или народному собранию, как и у чеченцев. Еще, если дело доходило до защиты родины от врагов, кельтские женщины брали оружие и становились рядом с мужчинами, готовые сражаться с не меньшей смелостью и отвагой. Всемирно известен пример Баудики, царицы кельтского племени Иценов, которая единолично подняла восстание против Рима. Она смогла призвать 120 тысяч человек из ближайших городов, чтобы дать отпор завоевателям, которые надругались над ее дочерьми и выпороли плетью саму Баудику на площади. Возглавленная ею армия прошлась смертоносным огнем по землям римской колонии. Баудика считается национальной героиней всех британцев. Она является олицетворением силы, бесстрашия и самоотверженности. Современники кельтов и Рима, Греции и других стран не только не признавали привилегий кельтских женщин, но и поражались равноправным отношениям между мужчинами и женщинами. Кельтские женщины славились своей воинственностью, своим особым положением в обществе и своими правами, которых не было, например, у гречанок или римлянок. Точно так же и у чеченцев, чего стоит только одна Таймас Хагифинская, чеченская военачальница, командир отряда, участница Кавказской войны. В течение 10 лет вела борьбу против царских войск, командовала отрядом. В 1840 году она участвовала в сражении на реке Валерик, а также Дадин Айбика. Римский историк Амиам Марселин писал: целая армия врагов не могла совладать с одним кельтом, если он призывал на помощь свою голубоглазую жену, обладающую огромной силой. Страбон в своей географии говорил о мужественных кельтках, а Диодор Сицилийский в исторической библиотеке отмечал, что у кельтов жены не только ростом одинаковы с мужчинами, но и подобны им духом. Обычно чеченку представляют в строгом платке, который ей носить везде обязательно. Но на самом деле все не так просто. Ношение платка до женского пола в Чечне де-факто обязательно только сотрудницам государственных учреждений, ученицам, преподавательницам в школах, вузах, журналисткам местного телевидения. Это связано с современной оккупационной политикой. Носят платок замужние чеченки. Носят платок замужние чеченки. Это традиция. Покрывание женщинами головы – это еще доисламская традиция. Незамужние чеченки носят платки, йола, или косынки. Хотя немало чеченок заменили платки еще более строгими исламскими хиджабами, головными уборами, закрывающими не только волосы, но и шею, плечи. 20 лет назад еще этот обычай присутствовал у чеченцев повсеместно. Замужняя носила платок, а девы носили косынку только. Тогда чеченец понимал, к какой девушке можно подойти, а к какой нельзя. То же самое я нашел и у кельтов. Вот она, замужняя женщина. Иллюстрация: замужняя женщина кельтская и незамужняя дева. Замужняя носит полностью на голове убор, а женщина косынку, дева, то есть еще не замужняя, косынку или что-то подобное. Первое зафиксированное использование названия кельты, древнегреческое кельтой, для обозначения этнической группы было сделано греческим географом Гекатеем Милецким в 517 году до нашей эры, когда он писал о народе, живущем вблизи Массилии, современный Марсель,
В V веке до нашей эры Геродот упоминал кельтов, живущих в верховьях Дуная, а также на Дальнем Западе Европы. Близкие по языку и культуре племена, известные в истории под именем кельтов, это название идет от древних греков. Римляне их называли галлами. Примерно 3000 лет назад расселились почти по всей Европе. Их пребывание на континенте отмечено многими успехами в области материальной культуры, которыми пользовались и их соседи. Ранняя европейская литература, вернее фольклор, немало почерпнула из памятников творчества этого древнего народа. Герои многих средневековых сказаний – Тристан и Изольда, принц Айзенхерц, Железное сердце и волшебник Мерлин – все они были рождены фантазией кельтов. В их географических сагах, записанных в 8 столетии ирландскими монахами, фигурируют сказочные рыцари Грааля, такие как Персифаль и Ланселот. Сегодня довольно мало пишется о жизни кельтов и той роли, которую сыграли они в истории Европы. Больше повезло им в современной развлекательной литературе, главным образом во французских комиксах. Кельтов рисуют, как и викингов, эдакими варварами в рогатых шлемах, любителями выпить и полакомиться кабанятиной. Пусть этот образ грубо, хотя и веселого, беззаботного дикаря остается на совести творцов нынешней бульварной литературы. Современник кельтов Аристотель называл их мудрыми и искусными. Этимология термина «келтой» не ясна. Возможные корни включают индоевропейский «кельт», точнее индоевропейский «кейл» – «скрывать». Присутствует также в древнеирландском «кейлит» или же «кейл» – «жар» или «кейл» – «принуждать», «побуждать». Некоторые авторы предлагают, что это эндоэтноним, в то время как другие рассматривают его как имя, придуманное греками. Лингвист Патриция де Бернардо Стемпель принадлежит к последней группе и предлагает значение «высокий». В I веке до нашей эры Юлий Цезарь сообщал, что люди, известные римлянам как галлы, называли себя кельтои. В современном английском языке слово «кельт» впервые зафиксировано в 1707 году в сочинении лингвиста Эдварда Ллойда, чья работа наряду с работой других ученых конца XVIII века привлекла внимание научного мира к языкам и истории ранних кельтских обитателей Великобритании. Многие нахские слова произведены от слова «це» – огонь, очаг, «ц» – дом, в котором находится очаг, «ци» – кровь, «це» – имя, «cie» – красный, «цен» – чистый, новый, «цаста» – медь, «цу» – бог, божество, «цу» – жрец. Это звуки, которые издает огонь, когда горит. Есть одна особенность наименования огня, если полагаться на звукоподражательную концепцию, которая, конечно же, принадлежит наиболее древним предкам человеческого рода. Наименование огня, согласно звучанию огня «це-цу-ца», лежит десантом на Кавказе. В нахском, в грузинском и в некоторых дагестанских языках автохтонных народов. Схожее наименование огня на территории Европы, по крайней мере в современных языках, не имеет аналогов, за исключением баскского языка. Там солнце обозначается «су», более близко «с». «Ц», да? «Ц», 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 «с». Поменялось и чуть-чуть осталось вот тут. А тут больше вообще никакого буквы даже «Ц», буквы «Ц» тут даже нету. Вообще буквы «Ц» нету, только в славянских осталось. Почему так? Вот тут видите, «цецхели» на грузинско-картельском вот этих языках, «цей», «цу», «ци» – это дагестанские и нахские языки.
И в славянских «ц» осталось, которая не подверглась греко-римскому влиянию. У них это осталось. А вот тут, где подверглась латинизации Франция, Англия там, и так далее, вообще буквы «ц» даже нет. И в германских тоже осталась «ц» буква, но «ц» вообще нету. «Ц» есть «ц» только. Но не суть. Дальше. Баскский язык, язык басков, народа, населявшего страну басков, северной области Испании и сопредельные южные районы Франции. Баскский язык, в отличие от большинства других языков Европы, не принадлежит ни к индоевропейским, ни к какой-либо из других известных семей языков и является так называемым псевдоизолированным языком. Генетические связи языка не установлены, однако баскский, традиционно включаемый учеными в состав так называемых палеоиспанских языков, а в более широком смысле в неквалифицированную и, вероятно, разновидную группу средиземноморских языков. В поисках звука «ц», издаваемого огнем в индоевропейских языках, я столкнулся с проблемой отсутствия такого звука в индоевропейских языках, за исключением славянских, которые меньше, и германских, которые меньше подверглись латинизации, чем Западная Европа. Например, в славянских языках польский «слонце», русское «солнце», индоевропейское «сол» плюс нахское «ц», только уже потеряв первозданный звук огня «ц», который в нахском в ядре расселения индоевропейского сохранился. Тохарский, сванце тоже, сванцо, сванце, сванки. Ц, название Ц, буква всех славянских кириллических алфавитов. 23 в болгарском, 24 в русском, 25 в белорусском, 27 в сербском, в украинском. Используется также в алфавитах некоторых неславянских языков. Старо- и церковнославянских азбука носит название ЦИ или ЦИ, происхождение которого не ясно. Его связывают с формой имен. Мужского рода ЦИ, ЦИ, от вопросительного и относительного местоимения КИ, какой, который. С древнерусским союзом ЦИ, разве или верно ли, что ли, соответствующим современному украинскому ЧИ. Есть и другие версии. То есть они не понимают, откуда в славянском языке звук ЦИ. Однозначно установить происхождение буквы Ц кириллического начитания не представляется возможным, так как буква подобного вида входит в ряд алфавитов того времени. В эфиопском письме, в арамейском и производных от него, к примеру, в еврейском. На конце слов. В коптском письме также. Произношение буквы Ц, африката, Ц, Т, С, от сочетания Т плюс С, отличается слитностью произношения. Удвоенная буква Ц, встречающаяся в заимствованных словах, произносится одинарно, с небольшим дополнительной задержкой на Т. Например, в слове «пицца» правильным произношением будет не «пицца», а «пит-са», «пит-са». Но пишется две буквы «Ц». Читается «пит-са», «пицца». Также произносится и сочетание «ТЦ». Римская империя была многоязычным государством. Функции официальных языков империи выполняли латынь и древнегреческий. Использование этих двух важнейших языков, то есть это почему римляне, вот это те люди, которые уничтожили вот этих кельтов, которые всю эту Европу населяли. Их язык, в общем, Ирландии там чуть-чуть там еще проблемы, там противостояние или что там, не знаю, какие-то гражданские войны, еще до сих пор что-то идет. Но в остальном в Европе везде этот язык и этот народ, в общем, можно сказать, уничтожен или преобразовался в другую. То есть ассимилирован в языковом и другом, в общем, во всем, что можно, короче.
наверное, серьезное противостояние там происходило. Использование этих двух важнейших языков внутри империи было дифференцировано географически и функционально. В конечном счете это привело к постепенному обособлению западной и восточной частей после 395 года. Во времена расцвета империи представители высших сословий стремились овладеть обоими официальными языками. Кроме этого, в империи имелись регионы с преобладанием различных автохтонных языков. Со временем часть из них была вытеснена официальными языками. Кельтские языки Галлии, вытесненные латынью, или автохтонные языки Анатолии, вытеснены греческим в Малой Азии. Латинский язык – это самоназвание Lingua Latina, или латынь, язык древних римлян, употреблявшийся в Римской империи. Язык латино-филийской ветви итальянских языков индоевропейской языковой семьи. То есть это два брата, римляне и кельты. На сегодняшний день это единственный активный, хотя и ограниченно употребляемый неразговорный из древних итальянских языков. Современными потомками латыни являются романские языки, тогда как другие итальянские языки исчезли, не оставив потомков. Латинский язык является одним из наиболее древних письменных индоевропейских языков. В наши дни латинский язык является официальным языком Святого Престола, Мальтийского ордена и города-государства Ватикан, а также отчасти Римско-католической церкви. Большое количество слов европейских и не только в языках имеет латинское происхождение. В латинских орфографиях многих европейских языков, включая английский, существует различие между твердыми и мягкими «си». Звук твердого «си» произносится как «к», например, как в слове «кар» – машина. А звук мягкого «си», в зависимости от языка, может быть фрикативом или африкатой. В английском языке звук мягкого «си» это читается как «с». Как первое и последнее «си» circumference. В классической латыни, так, давайте я лучше его пример иллюстрирую, да? Так. Вот. Вот видите? Вот эта латинская буква, вот это «си», как бы, да? Она двух видов имеет, в разных языках. В общем, английский там, эти все, в общем, подверглись латинизации. Кельтов там, как бы, языка вообще, как бы, не осталось. В ирландском там есть и так далее. Чуть-чуть только. Звук твердого вот этого «си» произносится как «к». То есть на два делится доцу твердый и мягкий. Сигуль. Читать даже. Твердый долча «к» дюши, как «кар» дуашты, как он пишется буква «дур», но «кар» дюши. А звук мягкий «с», мягкого «си», в зависимости от языка, может быть фрикативом или африкатом. В английском языке звук мягкого «си», как первое и последнее «си». Первое и последнее «си». Вы слышите? Сир, ока уже кадюша, та же самая буква. Ёк бред, ёк, короче, полный паль, ёк, провал, ёк, короче. Circumference. Ишдюш, английский мата. В зависимости от гласный, согласный, тиаляшный, не знаю, в общем. В классической латыни нет мягкого «си». То есть вся буква дастся даже «си». Что «си» мягкий «си». И оно всегда произносится как «к». Понимаем, да? Кельты. Как они скажут «цельты» или «цельтуай», если у них нету буквы вот этой. Следовательно, они записали «кельтуай». Древние греки, первое упоминание. В орфографии английского языка твердое «си» обозначает «к», а мягкое «си», как правило, «с». Например,
Си в словах селт и селтик было традиционно мягким. То есть кельт и келтик когда-то было мягким, то есть «с». Селт, селтик. Но с конца XIX века твердое произношение также было признано в качестве сознательного подражания классическому латинскому произношению слова «келтае». В ирландском и валлийском языках нет буквы «к». Поэтому буква «си» всегда произносится твердо «к». В греческом и латинском языке нет буквы «ц», как и во всех латинизированных современных языках Европы. Видимо, здесь и произошла подмена «ц» на «к». Идем дальше. Если допустить, что первая буква в наименовании кельтов через «к» произошла из-за отсутствия буквы «ц» в греческом и латинском языках, то пазл, используя нахский язык, складывается полностью. «Ц» – огонь, «лт» – зажечь. Добавка «ой» нах использовали при основании рода. Например, Гунай, Ламрай, Чинхуай, Чермуай и так далее, и так далее. Название рода обретал не по имени родоначальника и крови, а по местности, по ремеслу и другое. Таким образом, греческое «кельты», латинское «целтае», «келтае», точнее, на нахском огненный род. Либо, как известно, в основном кельты были светло-рыжеволосые. Это цвет, соответствующий цвету огня и солнца. Огненно-волосые. В соответствии нахскому языку этимологии. Современные кельтские народы – ирландцы, валлийцы, шотландцы, бретонцы, корнцы и менцы. Так, возвращаемся. Паузируем. Вопросы мы... Слушай, что человек умный, что я человек тупой, отсадился. Нашего носу. Лик путешествия не надо. Ватсон, не слышно. Алло, прием. Не слышно, вообще ничего. Ваш пен ничего не слышно. Хэш, ват, аэровали, чего? Muhitaşın kantu ino etимологии. Muhitaşın. Ватикан тяул. Так, Егош, бушунош, короче. Кест буква Ц дадела. Чебурашку, календар, адам бош. Егор душунокар. Kükstånd så det kan bost. Tesla mi čuadela, žertvela, lilije, представить. Пауэлл. Здравствуйте. Меня слышно? Это мне не слышно или что произошло? Цахай шо уйо, чё? خش وحلقة خش شلون تخز Меня плохо слышно. Хорошо. Ja, wel is plan spät. Hindu стоишь. هنز خزيون Хаза говори, хэш нормально. أخو خش وربك خش برنا هون صار خش واتر
Антитеррор, я говорил, испанч бейта. Дуца хитрон. Я говорил, испанч бейта, антитеррор. Испанч? Я говорил, испанч. Я говорил, ногчи питьевые. Испанч бить баря. Да. Дела, ханс байер барха. Антитеррор. Я там интересную статью скинул про схожести кавказских языков. Можешь посмотреть и свое мнение об этом сказать? Я Тесли скинул, могу тебе тоже как-нибудь. Да, можешь мне тоже скинуть. Но, в принципе, я и так знаю. Там и грузинские языки, и нахско-дагестанские. Я смотрел, там очень много общего. И можно было бы зрителям тоже показать. Но я, правда, не знаю, как тебе скинуть, просто личка не открыта. Я Тесли пока скажу, отправить. Я могу написать тебе сейчас прямо. Публика утомилась бы от Теслас, короче, и дует там. Я отвлекусь, может, даях тем, короче, да он. Утомиться не что, шела дальше, дистил, хата, что, в общем, не критик, но я ищу вообще больше, заявляешь. It's латинский и буквош, да, it's бок курбу на самом деле рабюч. It's цехил, цигя проблемный. Цигя J дон буко проблемный. Так, гара G дат гей олвачу. Изи дон проблемный. Таханс хоки голюч, қимасях гучдер дон Y дуй Y олшдек. Изи проблемный дон, it's эрштунде хице леон и буквош юлдölчулдя. And Joshua, John, и taip ceršės, šeršė, cantek ceršmaje, Иоанн больше гуизи. Да, но хунтхелле. И элпш дац, и разные метнеш будет царшен, да элпш по-разному телацар дуизен. Цана Джей дуиз ухана, едуиз, сам Джапан ол ухар, Япан ол. Так, и дальше все остальные страны по-разному. Да, все-таки это интересный момент. Вы штатишь, что интересно, да, это самое основное, в общем, можно сказать, богатство человечества, которое указывает на вот эту теорию происхождения, доказывает происхождение вот этого языка. Она наибольшая, короче, подвергнутая исчезновению. Самый удар центриух, короче. Такой интересный факт. На даргинском языке Бог будет звучать как Цалла. Вот как огненный Бог Цалла. Тоже, наверное, что с этим связано. Да, это у нас тоже Цу, как бы Бог, божество, Цу, от Ц. И имя Ц у нас, и огонь Ц, и дом Ц, и кровь Ц, и красный Ц, и медь Цаст. В общем, много всего связано с этим. Это, это, можно сказать, жемчужина человеческой истории. Как бы это все теории вот этого солнца, обожествления солнца, там, огня, наименование их, культ, уже развивание вот этого культа солнца. Все это от огня в глубокую древность уходит. Они как бы в древности умели как-то именовать и передавать своему как бы соседу. Объяснить, передать звук, который произносит, издает огонь, когда горит. Он мог жестами
Вот как сегодня у нас жесты остались. Хотя мы язык выработали, но этот эволюционный багаж жестов руками, мы не оставили его. Как бы как обезьяны стоим все, заметили все, когда разговаривают руками, там что-то показывают. Это эволюционный багаж с древнейших времен. И вот передавать он мог как бы этот звук своему соплеменнику или кому-то. Тот же звук производя и жестами как-то показывая. А вот солнце, как он ему передаст, это головной вопрос у него. И самое главное божество, и как бы не издает никакого звука. И это и в смысле и побудило в моем исследовательской работе, после чего, много чего полезного подчеркнул для себя. Этот материал у меня готов, как бы PDF, но сейчас, прочитывая его заново, как бы некоторые орфографические ошибки я обнаружил, дополнения и так далее, потом выложу полностью. А вот что касательно этих индоевропейских языковых групп, которые были на территории Европы, вот тот же бахский язык, там какие-то протогерманские языки, готские языки, а с ними что делать? Они вообще к кому относятся и откуда они образовались? Я как понимаю, там переселение же было основной частью этих индоевропейцев, и они местные народы все уничтожили. Но какие-то языки вот горные остались, там баскский, там какие-то иллирийские, может. Они к кому вообще связь имеют? Мне вот интересно. Кавказские языки – это как бы ядро индоевропейских языков. Можно сказать, праязык индоевропейский. Они как бы никуда не относятся. Они имеют связь огромную с Востоком, с древними цивилизациями, Шумеры, Египет и так далее. Но и имеют в себе любого языка современного, если взять, самое большее количество индоевропейской лексики. Именно нахский и некоторые схожие, похожие, близкие по родству дагестанские также. Они лежат ядром этого языка. Показывал это, и можешь у меня на главном канале чуть вверх пролистать, там Эдвард Дэвидсон, есть статья, в общем, научные исследования протоиндоевропейцев. Они располагают его от Каспийского до вот этого Черного моря, Северный Кавказ полностью. Хорошо, посмотрю. Интересно очень. Делай дальше ладуалу штавуйки. Единственным ханни алица ялла. Шайла адистушн ла да юшн дальше. Шайн хайжан душн, короче. Можно и на другой раз оставить, как бы. Или цатен. Армат, что познавательно, я все как раз, у нас за это время благовол, сейчас я парата, в то же время внимательно получилось послушать еврейскую лолу, он дальше не всегда получается все это искать, доставать весь этот материал, не всегда получается, поэтому это очень-очень полезная информация была. Вовсе не означает, что я со всеми согласен, но очень важная, особенно последняя часть. В начале и последняя часть мне очень сильно понравилась. Такая внятная халмадеза шайда еврейскую. Да, это естественно. Я тоже со всеми этим не согласен, как бы разные привожу, но суть в том, что для всех слоев, скажем так, интеллектуальных или других каких-то направлений, неважно, для всех, чтобы было что-то подчеркнуть для себя, что-то полезное в нем. Это самое важное и самое главное. Так и есть, Хамил, да, судья. Я очень приятно удивлен,
что, по всей видимости, возможно, я как бы не особо глубоко так вдавался в эти исследования, более поверхностно, может быть, смотрел. Но я очень приятно удивлен вот тех вот сейчас писателей, историков, которые ты цитируешь, и Вагапова, и других, и Чагаева, Майербека. Я очень приятно удивлен, что вот такие объективные люди оказались среди нашего народа, кто именно объективно мог описать эту историю. Вот это я очень удивлен, потому что было время в одно, я поверхностно увлекался, я не мог натыкаться на эти труды. Постоянно натыкался полные предвзятости труды, которые, как правило, все начинались. Чеченцы всегда были мусульманами, и вот все. Вот оттуда начиналась вся история. Это рукой подать 250-300 лет. И вот это все вот жутко разочаровывало. Я нигде не мог найти. Потом на английском был поиск. Потом все почему-то проводило, что именно у грузинов очень много. Но опять-таки это грузинский язык, его никто не понимает. И там было какое-то разочарование. Столкнувшись с твоими каналами, с твоими трудами, я очень приятно еще раз удивленный и благодарен, что есть вот такие Хилмабьеза, Бешна, Камеллош, да, Алш Бода, Сидоце. Я просто ишь нахуй, просто моды, бац, вспомнил, как тюндер. А так больше бой, ишь нахуй, мощнейший передовой, легче, ты в научных кругах признавать, ишь нах больше бой, просто кизг был, тай ухом оси цадоцер. А из-за этого, как бы, сам понимаешь, если твои труды, твои дела никому не интересны, а главное, твоему народу, то как бы мотивация и остальное. Но как бы надо не на сегодняшние моменты ориентироваться, а на будущее направлять. Чтобы вот ты же с сегодняшними временами борешься. Ты же сегодняшние сложившиеся истины, в кавычках, хочешь как бы опровергнуть. И, естественно, понятно, что сегодняшний народ этого не поймет. Точнее, поймут, но не так, как тебе хотелось бы. Только чуть-чуть, по чуть-чуть. И когда-то, может быть, через лет 100-200, не может быть, а точно. Все эти труды, все это будет в почете. И они будут это прекрасно понимать. И будет им на кого ссылаться и так далее. Я думаю, на это и именно на это ориентировавшиеся из них и выходят за эти рамки и продолжают все-таки, несмотря ни на что, ни на признание и остальное, все-таки делать свою работу. Еще такие, моды Абасал, это очень правильный диагноз сегодняшней ситуации. Я, если сейчас, вот пусть даже те, которые сейчас слушают, чисто для интереса, для примера, я все это время я просто пытался вспомнить одного человека или одно какое-то общество, или один какой-то момент, которых вот, будь то учителя, будь то там, я не знаю, еще что-то, которых я знаю или слышал, чтобы вот на таком уровне преподавалась история. Я не могу вспомнить ни один момент, представить. Ни со школы я не могу вспомнить, ни после школы я не могу вспомнить, ни Гергернах я не могу вспомнить, ни никакого общества я не могу вспомнить, что вот на вот таком уровне был вот такой настолько глубокий интерес. И вот на таком уровне, через такую платформу все это в чистом виде выдавалось. Ни во что ее не ставить из низма. Я небольшой вопрос на Бюстекел Масера для уточнения. Сейн. Сонийская ТА центром распространения индоевропейских языков получается, Северный Кавказ, основ, как бы. Откуда они развились? Признанная во всех научных кругах. Самое вероятное и наиболее признанное в науке. Версия самая вероятная. Да, абсолютно. Правдоподобно. Ага. Понятно. Так, это уже во всех Иштхалче, так
Это получается родоначальником, ну, так если выразиться, всех западных, да, языков европейских там, и других. Ором, Хабош был, Ором и Кавказе. Абсолютно верно, да, абсолютно верно. Помел, да, это очень интересно. Воды играешь. Более древний ложь в Кавказе. Древних хочешь, мел древних. Сон халк юг doğuştaç, индоевропейский юг doğuştaç, Кавказ имеет и что восприятие. Это упорно пытались продвигать именно российские некоторые, в основном массе своей ученые. Типа мы же с гор спустились чурки, как мы можем быть их родителями, как бы, понимаешь, да? Да. Да, действительно, любая идея, самая такая, вот заметьте, даже не оставим это, например, мюжги почал, что я полезно, любой вот по своей структуре полезная схема, программа любая, нахан, программа, любой социальный она полностью, короче, от территории Тиовы развили пейт бочуяли, да, юрскона, конечно, итоге. Как бы цвет кчок дакал, саджимо лаюш. Нормальный метя соцмандизи, как бы юка соцен. Паузинирас. Так, адюталюш. Шучок, отдела Бошин, интересно, да, по юго-западные индоевропейцы. Так. Также в этой области проживали фракийцы. В общем, да. Но их происхождение вызывает еще больше дискуссий, потому что они, по-видимому, говорили на языке саты, а не центу, как их соседи. Сделать определенное определение их происхождения невозможно из-за неопределенности их истории. Могли ли они быть представителями западной индоевропейской группы? Возможно. Итальянцами или иллирийцами, которых поглотила восточная, говорившая на сатами, военная знать, в результате чего их языки в дальнейшем слились. Также предварительно включены в эту группу даки и фригийцы. Южные индоевропейцы. Да, это как бы вот эти. Это анатолийские языки, первые разделившиеся от праязыка индоевропейцев. Самый известный из них – хетский язык, который также включал лювийский, палаийск, лидийский и ликийский. Эта группа, кажется, покинула степи раньше всего. И все же исторические записи указывают на то, что у них были те же высокомобильные привычки, верхом на лошади, как и у других индоевропейцев. Они сражались в колесницах и нападали на юг от Анатолии в Месопотамию и Египет. Дальневосточные индоевропейцы. Это уже тохарцы, да? Вот эти. Тохарцы. Сегодня вот это уйгурская автономная. Тохарцы кажутся имеющими очень странную историю. Их язык содержит элементы как восточного, так и западного влияния, что заставляет задаваться вопросом, могли ли они начать как западная группа индоевропейцев или завоевательное ядро западных воинов индоевропейцев, которое двинулось на восток, либо поглотило другое племя или другие племена, либо оказалось в тесном контакте с ними.
Можно даже предположить, что они были анатолийской, вот этой, анатолийской группой. Увлекательной возможностью является то, что они могут быть гибридным народом, состоящим из элементов нескольких групп. Интересной особенностью тахарского является то, что он является центумным языком, как и индоевропейские языки на Западе. Но при этом является самым восточным из индоевропейских языков. Этот раскол центум-сатем. Это дает нам две возможности. Либо сатемное, восточное произношение было... Это дает нам две возможности. Либо сатемское, то есть восточное произношение, было принято в старой родине индоевропейцев после массового отъезда народов на запад Европы, ставших кельтами и германцами, и на Дальний Восток, прародителями тахарцев. Либо разделение на центум-сатем, это западно-восточный разрыв. И западно-восточные тахарцы совершили разворот. Формальный аргумент, который сейчас преобладает, заключается в том, что анатолийская группа является наиболее старой ветвью, отделившейся от основного ядра индоевропейцев. И, кажется, является сатемной группой. Это означает, что предполагается, что проиндоевропейский язык изначально был сатемным. Однако точно известно, что тохарские языки сильно заимствовали слова из других языков, поскольку мы находим санскритские слова, принятые ими из-за их буддийской религии. Могли ли тахарские языки быть сильно гибридизированными, как английский с его большим французским словарем и лексикой, заимствованной из религиозного латыня? Веб-сайт с названием The United States of Indo-Europeans говорит, эта группа, возможно, наименее изучена во всей макросемье индоевропейских языков. Она состоит из двух вымерших языков – тахарского или агнианского и тохарского Б или кучанского, которые говорили на первом тысячелетии нашей эры в Восточном Туркестане. В нескольких оазисах, где были найдены надписи и тексты, написанные на этих языках, маршруты и методы миграции тохарцев из Ближнего Востока в Восточную Азию до сих пор неизвестны. В языках обнаруживаются многочисленные заимствования из древних иранских языков, древних финно-угорских языков, а также форм, похожих на тибетский. Но сама структура показывает много сходства, прежде всего, с германскими и балтославянскими языками. Лингвисты утверждают, что тохарцы двигались через Центральную Азию с запада на восток и по пути имели многоязычные контакты, отраженные в их языке. Перед этими миграциями, будучи диалектом в праиндоевропейском сообществе, тахарцы, должно быть, тесно общались с будущими анатолийцами и итало-кельтами. То, что ранее называли ариями, теперь известно как индоиранцы и индоарийцы. То есть вот эти. У них это как бы осталось, отсюда это полностью убрали. Из-за вот этого нацистского, в общем, что это там, не знаю, как назвать, в общем, вакханалия, да? То, что ранее называли ариями, теперь известно как индоиранцы и индоарийцы. Первоначальный термин имеет плохие коннотации из-за его использования нацистами. Похоже, что они были группой, которая осталась там, где была в старой родине, на степях к северу от Кавказа. Они также, кажется, остались дольше всех древних групп в второй родине, к северу от Черного моря, который находится прямо с западом от их первоначальной родины на Верхнем Кавказе.
Существуют некоторые доказательства в именах, показывающие, что люди, использующие язык, который был связан с ведийским и авестинскими, жили к северу от Черного моря. И различные группы иранских кочевников также занимали эту область очень долго. Группа разделилась на две связанные языковые группы. Одну мы называем иранской, а другую индийской. Обе, кажется, жили к северу от Черного моря. Некоторые люди в этом регионе были известны в классической античности как скифы и сарматы. Как кочевники они были достаточно подвижными, простираясь до Китая на востоке, где их называли восточными саками, скифами, и до Испании на западе, где их называли аланами. Слово представляет собой измененную форму ария. Аран, ария, алан, алания как бы. Некоторые из этих аланов сопровождали вандалов в Северную Африку, поселяясь с ними в Тунисе. Так вот, по всему пути миграции индоевропейцев мы находим следы солнечных культов в виде солнечных символов, вырезанных на всем, что только можно. И, конечно же, значительное количество этих символов находится на территории Чечни. Петроглифы, магические знаки на башенных постройках и склепах широко распространены по всей горной зоне Чечни. Ранее считалось, что они встречаются главным образом в восточном районе пограничного с Дагестаном. На самом деле их немало на башнях в Аргунском ущелье, западнее в Нашхе и окрестностях озера Галанчош. Ученые считают, что петроглифы возникли в эпоху активного строительства башен и склепов, то есть в 11-16 веках. Но самые последние исследования показали, что они гораздо древнее, имеют сходство со знаками, нанесенными на керамику и металлические изделия племен кобанской культуры. Начало первого тысячелетия до нашей эры. Среди кобанских знаков встречаются почти в аналогичном виде лабиринт и двойные спирали, солярные знаки различного вида, в том числе свастика с закругленными прямоугольными концами, человеческая ладонь, змеевидные изображения, фигуры людей и животных. Такие петроглифы относятся к наиболее распространенным среди магических знаков, которые можно увидеть на средневековых архитектурных постройках горной Чечни. Кроме того, чеченские петроглифы имеют параллели со знаками шумерского, пиктографического письма с буквами архаического этрусского алфавита. Например, кехат на нахском означает бумага, листок. Однако более подробный анализ показывает архаичность этого обозначения. К – ладонь, хватка. Хат – глина. Кехат восходит к шумеро-аккадским временам. Когда вместо бумаги использовали глиняные таблички. В глубокой древности, на заре человечества, Кавказ был местом пересечения культурных влияний различных цивилизаций. Через Кавказ проходили кратчайшие пути сообщения между земледельческими государствами Ближнего Востока и кочевниками Восточной Европы. Его территория пересекал Великий Шелковый путь, связывающий крупнейшие торговые центры мира. В материальной культуре мифологии и фольклоре кавказских народов сохранились черты, указывающие на их В материальной культуре, мифологии и фольклоре кавказских народов сохранились черты, указывающие на их культурные и генетические связи с древнейшими цивилизациями Европы, Азии и Средиземноморья. Исследователи обнаружат близкие родственные отношения между чеченским языком и языками древнейших народов Передней и Малой Азии и Средиземноморья. Кроме того, следы пребывания нахских народов обнаруживаются далеко за пределами той территории, которую сегодня населяют чеченцы. И в Закавказье, и на северо-западном Кавказе, и в Предкавказе. Естественно, все эти связи, прежде всего, генетического характера, не могли не отразиться на религиозных воззрениях средневековых чеченцев, на характере и специфике чеченских петроглифов, являющихся символическим воплощением их мировоспитания. Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что
Видовое разнообразие и стилистика чеченских петроглифов имеют общий характер на всей территории Горной Чечни, от селения Хуай на востоке до селения Цейч-Ах на западе. Наиболее ранние аналоги с средневековым петроглифом Горной Чечни на территории Кавказа обнаружатся в материалах так называемой куро-аракской археологической культуры, создателями которой являются близко родственные чеченцам племена хуритов, которые в начале, точнее создателями, они как бы не являются, именно в эпоху их вторжения куро-аракская культура, наоборот, падает. В конце третьего тысячелетия до нашей эры часть куро-аракских племен мигрирует обратно на Северный Кавказ, где приходит соприкосновение с родственными и майкопскими племенами, создавая материальную основу для образования в последующем северокавказской археологической культуры. На керамике куро-аракской культуры мы встречаем свастики, двойные спирали, зигзаговый и иолочный орнамент. Которые имеют широкие аналоги среди чеченских петроглифов. Так, например, на фрагменте глиняного сосуда из Восточной Анатолии обнаружена свастика с 4 точками между ветвями. А на изображении сосуда из шенгавита свастика с закругленными концами. Двойные спирали, зигзагообразный иолочный орнамент являются обычными декоративными культовыми элементами для изделий майкопской культуры, создателями которой являются далекие предки чеченцев. Свастика, двойные спирали, зигзагообразный орнамент встречается также в материалах средневековой археологической культуры. Свастика, кресты, двойные спирали были свойственны для символики триолетской археологической культуры, создателями которой считаются также навские племена, и для культовой символики Кавказской Албании, одним из основных этносов, которые были нахоязычные гаргары. Конечно же, символика чеченских петроглифов является общечеловеческой, встречается в различных вариациях практически во всех регионах мира, но их повторяемость в течение нескольких тысячелетий в границах одной территории, которая может расширяться или сужаться в различные периоды времени, является свидетельством материальной, духовной и, следовательно, этнической преемственности. Чеченские петроглифы являются материальным свидетельством генетических связей нахской культуры с древнейшими цивилизациями Передней Азии и Средиземноморья. Это пряжка для ремня периода кобанской культуры. Это 12-14 века до нашей эры, обнаружена на территории Чечни, а также солнечный крест, вписанный в круг, иллюстрируя движение колец и солнца в небе, из которого оно изгоняет силу тьмы. Этот знак был на знамени чеченцев во время Шамиля, во время гражданской войны в 1917-1922 году. Такой знак из бронзы был прибит над входом в боевую башню селения Химоев в Интертуалинском районе, а на других башнях со слов султана Абаева были вырублены места камнем над входом. Но сами знаки демонтированы со временем кем-то. Фотография фабулы на титульном листе книги Лечи Ильясова «Тени вечности средневековой чеченской архитектуры» восстановил его в рисунке Абаев. И вот вам. Это также серебряная брошка с головой птицы с золочением. Это династия мировингов, как бы их тотем. Это эпоха правления мировингов, одна из самых загадочных династий Европы. Продлилась с конца V века до середины VIII. Споры об их происхождении ведутся до сих пор. И хотя многие считают легендарного основателя династии Меровея лишь мифическим героем, это вполне реально подтверждено существование короля Хильдерика I, который приходился Меровею сыном. Было обнаружено захоронение эпохи мировингов, принадлежащее Хильдерику, и в нем найдено немало драгоценностей. Что касается происхождения мировингов, то они
то на этот счет существует много самых разных версий. Их считают и потомками Ноя, и наследниками древних троянцев, и даже потомками Иисуса Христа и Марии Магдалины. Согласно еще одной из легенд, их древний предок, основатель династии Меровей, родился от союза смертной женщины и таинственного морского существа, так что загадок после себя мировинги оставили немало. На слайде можете лицезреть чеченский петроглиф. Ой. Ребят, Юга. Да, ровно сейчас смотрю, Альден. Милую висталачу. Стадле свободнее выцелаешь. Короче, это чеченские, как бы, надмогильные камни в виде меча, точнее, кинжала. А это надгробный камень викингов, Швеция. Потом камень в памяти короля Эдвин, павшего в битве в 1035 году, Англия, Уэльс. Стелла в стране басков. Это знак шумерского божества. Имя шумерского божества. Знак также. Имя шумерского божества Ану имеет соответствие в нахском Ана. Подтверждением этому является название горизонта в чеченском языке. Ан есть буквально край, конец неба или Аны. Жена Ану, Анту, Ту на нахском, княгиня, женщина, жена, а также бык. А корова Ет. Тунсхуай, родственники жены. Тунда, тесть. Туннан, теща. Туниш, сестра жены. Дети Ану и Анту, бога неба, и его супруги, называются Ануннахи. Нахи на нахском, это означает люди. В Египте к именам это тоже так же. Анат. Богиня войны и охоты в религиях Ливанта и Месопотамии. В Египте к именам женщин добавляли в конце «т», а гласные их нам неизвестны. Назвать коровой женщину считалось комплиментом. Корова – это второе божество человечества после Солнца. Корова играла значительную роль в истории формирования цивилизации, особенно в переходе от кочевого образа жизни к оседлому. Дикая корова была одним из первых животных, которые люди начали приручать и разводить. Это привело к развитию скотоводства и сельского хозяйства. Корову использовалась для пахот и полей, что увеличивало производство сельскохозяйственной культуры и позволяло людям оседать на определенных участках земли. Этот момент мы будем подробно разбирать позже, когда будем говорить про египетскую цивилизацию. Ани – имя одного из этрусских богов, вошедший в римский языческий пантеон под латинизированным именем Янус.
Присутствие бога Ани в этрусском пантеоне ныне ставится учеными под сомнение и даже отвергается. Тем не менее, именно этруски принесли его с востока в сон римских языческих богов. Этрусологов удивляет, что Янус как бы бог богов, многолик. Не только на основании замечания Августина можно полагать, что 4 лица этрусского бога Ани отражают разделение неба на 4 региона. К данному выводу могло бы привести сопоставление имени бога Янус с именем верховного бога народов Месопотамии Ану, бог неба. Инахским словом Ани, Ана, горизонт. Народам древнего мира были присущи представления о четырехстороннем делении пространства, водной глади, земной тверди и небесного свода. Возможно, слово этимологически родственное нахскому Ани, Ана легко легло в основу теонимов Ану, Янус. Инанна в шумерской мифологии и религии – центральное женское божество. Нанайя – одна из шумерских богинь, схожая по характеру с Инанной и обученная ею. Городом Нанайи был Урук. Нанна – также древнескандинавская богиня из мифологии. Богиня из клана асов. Нана на нахском означает «мать», а не общепринятое индоевропейское «маджд». Это солнечные крестки на кавказских долменах. Солнечный крест на мегалитах Северной Европы. Хатский штандарт, солнечный диск, солнечный крест как элемент хатского штандарта. Вторая половина 3-го тысячелетия до нашей эры. Аладжа Хуюк, Турция. Подвески в виде колес, датируемые первой половиной 2-го тысячелетия до нашей эры, найденные в Цюрихе, Швейцария. Подвески с солярной символикой. 8-9 веков нашей эры. Псикупский могильник, Адыгея. Норвегия, Зеландия, Дания, по дороге на Эльбрус с севера. Адыгея, древнегреческий бог солнца и света Аполлон. Германия, так называемый рунический жертвенник из стали. 2 верхние фабулы Германия, 4 век, 2 нижние Дания, 4 век. Руническая надпись на мече викинга, 9 век нашей эры. Место находки Норвегия. Солнечные кресты. Гребень, 4 век нашей эры. Дания. Рунический камень викингов, остров Готланд, Швеция. Погребальная урна, 5-6 век, Англия. Камень в память короля Эдвин, павшего в битве, Англия, Уэльс. Многочисленные брактеаты, то есть монеты, Скандинавия, 5-7 век. Солнечные кресты, свастика везде. Из одного бенедиктского монастыря Австрии, где учился некий священник Византия. Могильный памятник одного из епископов Вустера, Англия. Свастика. Кельтский крест. Это еще до появления христианства. Вот он, кельтский крест. Это не христианский крест. А это уже Индия. Там тоже он массово используется. Иранцы и индусы называют себя предками, точнее потомками арийцев. Это Шумерия. Окна в виде свастики. Ария-Вахач. Ария-Вахач.
Это на армянском, солнечный крест называется. Ариохч. Также известный как армянский знак вечности. Называют они его Ариохач, солнце на их языке, ариев. Арии. Это тоже Индия, это индус, точнее индейцы, Америка. Это Китай, древнеиндийский, Китай, Япония, самурай. Самурай. На лбу также, на голове знак. Тибет. Звезда Давида, внутри свастика. Япония, Цейлон, Хопи, Кристиан, Мальта, Хинди, Бали, Греция, Япония, ацтеки, Лапланд. Иранцы называют арийцев своими предками и связывают их с благородством, отраженным во Ведах, поскольку термин «ария» имел специфическое значение в древних индоевропейских текстах, включая Ригведу, один из древнейших индийских текстов, в котором встречается понятие арийской расы. Традиционно арийцы в Ведах описывались как высшие поэты, жрецы и правители, которые были связаны с духовным и мировым благородством. Иранцы, которые также относятся к индоиранской ветви индоевропейского народа, видели в этом образе арийцев идеальный образ предков, обладавших не только физическими, но и духовными качествами. Поэтому иранцы, опираясь на эту мифологическую и историческую перспективу, связывают свою идентичность с арийцем, как символами благородства и духовных ценностей. Мы также знаем о солнечном культе ариев, осевших в Индии, Митре, который позже был заимствован многими народами, включая римлян. Появилось также религиозное движение митраизм. В римской терминологии главное божество митраистов именовалось Deus Sol Invictus Mithras. Митра – бог непобедимое солнце. Несмотря на то, что культ Митры является очень древним, на территорию эллинистического мира он проникает достаточно поздно. Вероятно, виной всему то, что он происходил из Персии, которая была заклятым врагом Эллады на протяжении десятков лет. Эллада – это как бы древняя Греция. Вспомните фильм «300 спартанцев». Митра – это древнеиндийское божество, восходящее к индоиранскому или арийскому периоду, то есть самое древнее, из которого мы знаем. То есть известное народу предку индийцев и иранцев. Веды представляют Митру постоянным спутником верховного бога Варуны, Варун, стоящего во главе 7 великих богов Адитиев. Обоим божествам место посвящены многие гимны Ригведы. И не более 5. Митре, как отдельному божеству. То есть обоим божествам, то есть Варуне и Митре, вместе посвящены многие гимны Ригведы. И не более 5 Митре, как отдельному божеству. Как бог солнца, Митра уступил свое место богу Сурье. То есть уже богом солнца стал Сурье. В последние века до нашей эры возникла особая религия с культом Митры, митраизм, получившая распространение в эллинистическом мире с 1 века нашей эры в Риме, со 2 века по всей Римской империи. Особой популярностью использовались в пограничных провинциях, где стояли римские легионы, солдаты которых были главными приверженцами культа Митры, считавшего богом, приносящим победу. Сохранялись остатки многочисленных святилищ митриумов вблизи римских лагерных стоянок. Значительную роль в распространении митраизма сыграли социальные низы, которых он привлекал тем, что провозглашал равенство среди посвященных в него и сулил божественную жизнь после смерти.
Вероятно, благодаря благоприятным условиям и разделению общества на касты на территории Индии, солнечный культ также достиг своего рассвета. Так в Иране появился первый пророк Пайгамбар, и вокруг солнечного пророка Заратуштры сформировалась полностью централизованная религия, известная как зороастризм, которая вытеснила митраизм из Ирана, позже стала основой ислама после арабского завоевания Ирана. Вот он, Митра. В Иране, в Индии, в Риме, в Греции, в общем, в Армении. На всю эту местность повлиял этот культ. Теос – древнегреческое слово, означающее «бог» или «божество». Со временем это слово стало входить в лексикон латинского языка, в котором оно перетерпело изменения. При переходе в латинский язык произошли фонетические и грамматические изменения, в результате которых «теос» превратилось в «деус». «Деус». Это происходило в результате звуковых изменений и адаптации слова к латинской грамматической системе «деус», латинское слово, означающее «бог». Также «деус» – титул римских императоров. Корень «де» – окончание «ус». В латинском языке имеет свою грамматическую функцию и использовалось для обозначения мужского рода в единственном числе, именительном падеже. Также использовалось для обозначения форм множественного числа. Зевс, древнегреческий Зеус, микенский Диве. В древнегреческой мифологии бог неба, грома, молнии, ведающий всем миром. Эволюция слова «теос» в «деус» и «зевс» связан с лингвистическими и культурными изменениями в процессе взаимодействия греческой и римской культур. Дева или девата, санскритское дева, бог, божественное существо в индуизме. В писаниях и традиции индуизма девы обычно противопоставляются асурам, родственное русскому слову диво, литовское дивас, латышское диевс, прусское дейвас, германское «тивас» и латинское «деус» и «дивус» – «божественный», от которого также произошли английские слова «divine», «deity», французское «dio» – «бог», испанское «dios» и итальянское «dio». Однокоренное слово в латинском языке «даева», которое, однако, имеет отрицательный смысл. В зороастрийских текстах девы – это отвратительные существа, то есть уже в Иране приятные, очень добрые существа, божественные девы, а плохие асуры. В Иране уже девы становятся плохими, а асуры уже превращаются в ахуров, точнее, происходит смена «с» на «х», и ахуры продвигаются вперед, как бы, противопоставляются девам. Девы – это плохие индийские боги, в общем, которые у них хорошими были. Однокоренное слово в латинском языке «даева», которое, однако, имеет отрицательный смысл. В зороастрийских текстах девы – это отвратительные существа, олицетворение зла, а также армянское «демон». Демон, то есть. В индоевропейских языках есть лингвистическая связь между словами, обозначающими «бог» и «день». В санскрите слово «день» можно перевести как «див», а «бог» – «дева». В латинском языке слово «день» – «диес», а «бог» – «дивус» или «деус». В древнегреческом языке «день» – «зеус», а «бог» – «теос» и так далее. Священный последний день недели, который в русском языке назван «воскресенье», в честь воскресения Христа в английской традиции называется Sunday, день солнца. Этимология с нахского языка. Так, на чеченском «де» – день, «дело» – бог. В языческие времена был демиургом. «Дело» на нахском языке имеет глубокий смысл и происходит от чеченского «эл-эла». Сейчас тоже выведу на экран. Уже пришли к концу. В общем, чуть-чуть потерпите. Я сам как бы тут не развлекаюсь.
Так, секунду. Ну, чтобы понятно было, о чем речь. Этимология снавского на чеченском «де» – «день», «дело» – «бог». В языческие времена был демиургом. «Дело» на навском языке имеет глубокий смысл. Происходит от чеченского «эл» – «эла». В чеченском языке используют Бог как «дело», а Господь как «эл» – «эла». В самом имени «дело» заложено множество смыслов возвеличивания величия всемогущего Создателя. Д. Дюхар. Первый. Превосходящий, единственный, единый. Дин. Всегда. Постоянный, неизменный. Ду. Есть. То есть Д плюс У. Есть. Да. Творец, Создатель, Хозяин, Отец. Есть. Да. Есть создал, создающий, формирующий и так далее. Эйдердаш, призыв для отклика. Эй, вызвать и так далее. Эл, властелин, Господь, господин, сказал, эл, превознесенный, царь, повелитель, элу, элибу, элиду, элуа, сказал, эли, эла, эло, эле, эло, элла, элалия, эллалц, элча, эльчхана, эли, олуш, олуща, олуча, эльчуа, маэли и так далее. Эла, властелин, Господь, господин, говорит, наставляющий, сказал, высказал и так далее. Эльча, посланник, посол. И в итоге да плюс Эла, да, Творец, Создатель, Хозяин, Отец, есть, создал, создающий, формирующий, плюс Эла, властелин, Господь, господин, говорит, наставляющий, сказал, высказал, царь, Д плюс Е, Д, день. Да, Эла, Дела, Творец, Создатель. Де Эла, царь дня. Дева, Дева, Ву, принадлежность мужского рода. Дева, божественный, отцовский. Ха, твой. В, есть. Хава, твой есть. Дева, отца есть. Отцу принадлежащий. Дева. Мухиташу. О, интересно, думала. В раннем Средневековье у чеченцев был сложившийся, в общем, оставим на другую тему продолжение. То есть тут надо иметь на одном дыхании, это все надо прочесть как бы. Три часа 42 минуты. Пролетели как, не знаю, глазами моргнуть не успел. Инзиа и диснак шадерги лохрацан кирнах. Юхтов сирш далош. Разжевывать яшен я кверчу вадил гане изрила. كنت ميتا في بحور الغي والإثم. Покемон, точно, она была. Ты эту запись выставишь куда-нибудь? Я послушал бы еще раз. А да, конечно. В YouTube, Telegram, куда выставишь? Просто много чего пропустил. В YouTube, скорее всего, в YouTube. Все так, все. Интересная тема на самом деле. Жалко, что я пропустил. Ну, у меня, я в текстовом материале как бы, сейчас зачитываю его подробно. Нашел как бы там. Материал ты выставлял вообще, интересно, что-то у тебя не видел? Не, я работал над этим материалом как бы этот месяц вообще, целые сутки. Не, ну четко на самом деле, вот сильно.
Да, надо разносить, как бы, брать материалы. Я же тоже их источников взял. Те же источники можно брать, популяризировать это, как бы, это. Ну, это, я же еще раз говорю, жемчужина. Жемчужина человеческой истории. Жемчужина человечества. Наша культура кавказская, наши языки, наша мораль. Это все нужно. Если вдруг человечеству надо будет запустить, как бы, или еще что-то, какие-то катаклизмы, или ядерная война, или еще что-то. Но это необходимые вещи, чтобы опять этот эволюционный путь проходить. Нам не пришлось там тысячелетиями доходить до морали. Хагин был и анунахи цаэльра и царях. На самом деле, ишь не смодуез. Я и докладываешь, что на нскейч он был нахбатаху анунакшин, анунакш бинуарел تعوضتم тогда там буца. А на самом деле и шадек и палки гинага и английский мотбо. Дальше и анунакш حق باخو ну и расшифровать ну и Захари сиченуат суши бог английский матрабин бо. Да английский матра хадама да цар каолсунух. Ах ё ицунух каедина эцханах ё да гас кштунух каала вот и через 2-3 духойсунух вторые, третьи руки войн ёни анунаки алхахачо да что интересно мдуе. Du zut цагнонцар ану и зудят анту. Это анни туюк. Ну, это хорич, как бы. Образоваться как народ, язык, дяж столкновений, как бы. И что образоваться. Царь хадеен дука войн богу, то как бы еще бой царя хадой дукой. Царах и куза ашхил местный царах и как бы образоваться динакой. Ну, это культурный багаж нести, но как бы языковой, культурный, в общем. Не помешало нам это, наоборот, обогатило. Как бы. Хорошо. Вала антитеррор блок богом бинауна и масон кечтеш. И анунахи бог, да, это просто в точку перевод идет. И по смыслу, и по словосочетанию. Я долг, что и вы мотец. И анту вот это, и момент, прямо вот, прямо в точку он идет с нашим языком. Абсолютно верно. Да. Десятку он просто попадает, в десятку. Да, абсолютно. Вот анунахи бог, да, вообще цунбей, что бог, доказ цуннах бог. Если с нашего слова вематар переводич, объяснение. Просто мне пришлось отвлекаться, но я еще прослушаю в Ютубе, когда ты выложишь. Я прерывалась, в смысле, не слушала, были моменты, к сожалению, как всегда, отвлекают меня. Выставить еще раз обязательно. Хаверс, ты думал, что вот этот культ священной коровы этим индусам как раз завезли с севера или с Месопотамии? Только конечно, думал. Исказили, так, возведя вот такой абсолют. Ну, вот, скажем так, у них просто с древности, наверное, культ этого коровы как бы не эволюционировал и остались на этом как бы необразованные там духмобойцигах как бы огромное количество людей. Сейчас я погуглю и узнаю, где корову первым приучили. Возможно, есть данные какие-то научные по этому поводу. Корову приучили первые вот эти поселения 7 тысяч, 6 тысяч до нашей эры. Это, по-моему, Иерихон
И 9-10 даже есть, по-моему. Только где, я не помню. первые зачатки вот этого, как бы, считается Иерихон и Ошуяра, вон. Помню, второе какое-то место было тоже. Я теперь обещал. Чатал Гуюк, Анатолия. Турция современная. А Иерихон, Палестина. Ну, конечно, и Месопотамии, Грекчи, как бы, и Нюцигай, торговые путищи, Кульчи, Хумшяцани, в долине Инда основатели цивилизации. Харабская, имя чувствую, Саяцевеля. Харабская цивилизация, там 2000 лет до нашей эры, город самый древний. В каждом доме есть канализация и водопровод, представляете? В каждом доме, точнее. 2000 лет до нашей эры. По-моему, даже больше, или 2000 лет там. Именно, Ну, да, 2000. и вот это Довольно первое. интересно. Харабская, она как бы самая поздняя. Сначала Шумеры, потом Египет, потом Харабская. И потом уже вот эти Китай. Корову приучили, да, как ты говоришь, на Ближнем Востоке 10 500 лет назад по новым генетически проверенным данным. То есть дело в том, что Шур малыш вокчу, малыш мацаболи, в природе вообще у животных Шура, он предназначен, чтобы скармливать вот это ребенка, молодняк. После того, что он где-то с определенных аммояниц отключается до ген, то есть он уже молоко не переносит, лактозонепереносимость включается. И у людей тоже обычно этим же, как и все животные, у них тоже там, не знаю, 3 года, 5 лет, раз это лактоза непереносимость включается, ген отключается, молоко, и уже взрослый, ну как бы из младенчества, где-то говорят, что это несколько тысяч лет назад, вот как раз 12, там 11 тысяч лет назад или 10 тысяч лет назад, вот эта мутация произошла, что и взрослый мог тоже молоко, молочные продукты потреблять. То есть, но еще и бисенбу, китайцы, например, у них до сих пор лактозонепереносимость у большинства. Но вот эти, именно хозарбеш, они большинство вот это к молоку, к молочным продуктам как бы привыкли из-за этой мутации якобы. Сам газишон из ваш дуга и те помещать свой за легенды лац амдух ой что елсман ердоли за дучь газишон. Нет, не слышал, но Дуг Елсман, наверное, в пустыне Аравии он казался Елсманер, потому что Химадези Дуг вырастет, где он же завозился откуда-то с востока туда, за 1000 километров. Сега интересно, удвоем. Инди когда лило что и промышленные доходы. И цена уж дикий когда совершенно yok разницу оказывается. Там сортов разных очень много. Не только сортов. А лило что когда изначально генно модифицированный дух. Оказывается, еще как 10-12 тысяч лет назад модифицировали. Ну, не знаю, так мы опять к анунакам, короче, вернемся. Да, и все это оказывается, да, и на самом деле, и аграрная революция Дайволох, они кто-то действительно помог.
Да, не только там показывали, как что выращивать, да еще и ГМО было с тех пор. Да, цена расщепить личдуется, ДНК, 4 разных ДНК составляют. В смысле, в природе не могло с крещением так произойти, Бог, да? Да, вообще не могло. Обязательно это чья-то рука там была. Надо посмотреть, может это не... Хожу, крайне это странная информация, если Богдаля. Ну, что кам, да, модифицированным модуизм, понятное дело. Но ты имеешь в виду именно вот исторические дела, что кадуется? Да, وانت حد هو وديني حقا شندوي كدوي связь дацай олуштунух дуй идуш халкы вон цүнни колосят ёкмай чем у дикого разницу сешню атак дикий чун хаш ДНК кезгду он из 4 разных ДНК составил. Где вы так переместиться, да вы? Радио Маршал. Так, адитаешь? Радио Маршал или... Да, маршу. Давайте. 3 тройки, а ума, ала, чули? Ora kazisa. Хайз. О, дикализа. Дикамца хайз балда. Свободила. Я позже переключусь, да. А ви сте чули минуло 3 неща.